«Голос Крыма» мая бути в эфире, в рамках которого мы обсуждаем в том числе основные события и основные новости, которые появляются в информационной повестке дня. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова, и мой коллега Айдар Муштапаев. Салям алейкум, салям алейкум. Но мы начнем. Конечно, мы продолжим обсуждение темы вчерашних облав в Крыму. Ну и, соответственно, будем обсуждать все вокруг этого, все вокруг Крыма, как обычно. Спасибо, что смотрите нас, спасибо, что шерите это видео, спасибо, что пишете, участвуете в акциях Save ATR, «Голос Крыма» мая будут в эфире. Продолжайте это делать и дальше. Мы на самом деле серьезно боремся, и я уверен, что победа все равно будет за нами. Вот, но нам нужно не ослаблять солидарности, помогать друг другу. Есть наша страница в Facebook, YouTube, есть страница на Patreon ATR, где можно оказать поддержку, чтобы помочь каналу продержаться в тяжелые дни. Вот, Гульсум продолжит. Ну и вы можете звонить к нам в студию на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона +380 73 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Ну и подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и в записи. Выкладываем все наши программы. Там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших программ. Подписывайтесь, будьте с нами. А эфир мы начнем с вчерашней новости и продолжим ее обсуждать. Как известно, вчера оккупанты ранним утром пришли с массовыми облавами в дома крымских татар, в результате чего задержали 6 наших соотечественников и всех обвинили в терроризме. Я предлагаю посмотреть сюжет о том, как это все происходило, и начать с адвокатами и с активистами, которые будут подключаться к нашим эфирам, уже обсуждать эту новость. Чергова акція залякування. Окупанти вдерлися до осель кримських татар за 7 адресами в Бахчисараї, Сімферополі, Білогорську, в Севастопольському та Совєтському районах. О 4 ранку ФСБівці під прикриттям Росгвардії нишпорили в оселях Азамата Еюпова, Тимура Ялкабова, Ернеста Ібрагімова, Лінура Сейдаметова, Яшара Шихаметова та Абдулбарія Махамадамінова. Серед затриманих мешканець Бахчисараю, який сповідує іслам, Олег Фьодоров. Затримані підтримували бранців Кремля, регулярно відвідували співвітчизників на судилищах, а Азамат Еюпов навіть брав участь в акції протесту на Красній площі Москви в 2019 році. Продовж майже 3 годин окупаційні силовики нишпорили в усіх кімнатах і підкидали так звані заборонені в Росії книжки. Все це під наглядом своїх же свідків, які тільки схвально кивали ФСБівцям. Правозахисники називають акцію черговим залякуванням незгодних з окупацією. Эрнеса Аллахайма нету у нас. Что он делает? Потом он идет на мать, и он как бы говорит, а давайте, говорит, еще я говорит, хочу наверху там посмотреть. Я говорю, а что там, говорю, наверху смотреть? Я говорю, вот сюда на лестницу поднимись, говорю. Вот мы, говорю, когда ходим, у нас здесь видно, говорю, что у нас что на этой шкафу, что на том никогда ничего не было. Вот, и они что делают? Они вот на тот шкаф, говорю, там вот видно прям пыль была не убрана. И там на шкафу лежат такие подкинутые книги. То есть вот это полный абсурд просто. Он активно посещал судебные процессы в Симферополе и в Ростове-на-Дону над крымскими татарами. Был неравнодушен к тому, что около 200 детей растут сиротами при живых отцах, поэтому принимал активное участие в работе крымского детства, в организации мероприятий для детей-политузников. Затриманих бранців відвезли до окупаційного управління ФСБ в Сімферополь. Їм традиційно закидають тероризм та вже обирають запобіжний захід. Водночас ФСБівці виклали відео затримання на Кавказі начебто прибічників забороненої в Росії ат-Такфір валь-Хіджра. На кадрах патрони, рушниці, автомати та пояс смертника. Пропагандистські ЗМІ почали активно поширювати прес-реліз окупантів, що і у Криму начебто затримали прихильників цієї організації. Як повідомили у Кримській солідарності, до сьогоднішніх обшуків в будинках кримсько-татарських і мусульманських активістів, яких силовики переслідують уже 7-й рік, це не має ніякого відношення.
Это умышленная гибридная информационная операция, которая направлена на устрашение населения Крыма и демонизацию крымских татар. Смешивая информационные потоки о разных задержаниях на территории России и в Крыму, достоверность и правомерность которых у нас вызывает обоснованные сомнения, людей хотят напугать исламским терроризмом, которого в Крыму никогда не было. С нами сейчас на прямой связи Крым. С нами сейчас на прямой связи адвокат Лилия Гемиджи. Лилия Ханум, селям алейкум. Алейкум селям. Лилия Ханум, правильно ли я понимаю, что после вчерашних массовых облав всем задержанным избрали меру пресечения в виде содержания под стражей? Да, абсолютно верно. Всем задержанным 6 людям вчера избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Мера пресечения избрана сроком на 1 месяц 28 дней. А где сейчас находятся задержанные? Их отправили в следственный изолятор номер 1 города Симферополя, и там они будут находиться время до окончания стражи. Скорее всего, в нашей практике в дальнейшем стража будет им продлеваться на время проведения предварительного расследования. Необходимо отметить, что вчера были попытки, скажем так, пресечения массового осуществления обысков в домах крымских татар и последующих после этого задержаний. Обыски были проведены в 4 утра. Это время, которое не является временем для проведения следственных или оперативно-розыскных мероприятий. В 4 часа обыск можно проводить только в одном случае, если это обыск, который не терпит отлагательств. Но учитывая, что постановление суда на проведение обыска было получено следственными органами 16 числа, то это можно было сделать в дневное время, предусмотренное Уголовно-процессуальным кодексом до 10 часов вечера 16 числа. Но выбранное время как раз свидетельствует о том, что оно выбрано не просто так, оно выбрано для того, чтобы люди не смогли собраться возле тому. Темное время суток мешало проведению съемки из мест обыска. Ну и плюс направленные фонари, светильники для того, чтобы картинки не было в эфире. Оно подтверждает как раз версию о том, что средств массовой информации должно расходиться именно официальная версия о поимке очень страшных террористов. Так как Крым отказывается, и не только Крым отказывается верить, что среди крымских татар на протяжении ни одного года ловят настоящих террористов, а не людей, которые занимаются абсолютно мирными занятиями, проявляют свою активность, помогают своим соседям, близким и так далее. Лилия Ханум, это Айдар Муждабаев, селям алейкум. Я хочу спросить вот что. А не кажется ли вам, у меня такая мысль возникла, что вот эти обыски в 4 утра, мы же все хорошо знаем, нам наши родители, бабушки, дедушки рассказывали, во сколько началась депортация 18 мая 1944 года. Не кажется ли вам, что они еще вот этот дьявольский символизм используют с таким намеком, с таким подтекстом «убирайтесь»? Безусловно, символизм присутствует практически во всех действиях, и мы не можем это не отмечать на протяжении долгого периода времени. Этот символизм, он передается из года в год в определенных действиях, и вы совершенно правильно подметили эту деталь. Но наш народ уже он привык сталкиваться с определенными проблемами, с определенными трудностями, и эти трудности только укрепляют наш народ и позволяют быть еще более сплоченными и вырабатывать мирную стратегию по преодолению всех препятствий. Лилия Ханум, а всем сейчас шьют 205.5 или же какая-то есть другая статья? Всем задержанным вчера вменяется участие либо организации, террористической организации. Это статья 205.5, а двоим задержанным
например, задержанным вчера жителям Бахчисарая, нашим соотечественникам, вменяют участие в том совбезе, который проводился в Бахчисарайской мечети в 2017 году, и за участие в этом совбезе уже вынесен приговор второй Бахчисарайской группе, где одним из фигурантов этого дела проходит экс-координатор Крымской солидарности Сервер Мустафаев. А вот, кстати, интересная деталь. Как вы думаете, почему вдруг решили приобщить это к делу, которое уже, в принципе, ну, как бы там следствие, суды, все закончилось, и более того, уже вынесли срок, и ребята, которым вынесли этот срок, уже отбывают свое наказание. Вот почему вот так решили приобщить все-таки? Это очень удобно. Это, во-первых, формирует показатели по раскрываемости. То есть в этом году у них есть еще одно новое дело. При этом не нужно никаких дополнительных материалов. Прослушки уже все заготовлены заранее. Материалы дела собраны заранее. Ну и, наверное, на мой взгляд, самая важная деталь, что участие двух фигурантов привлекает меньше внимания и представителей СМИ, и представителей общественности к данному делу, чем большое количество участников. Большое количество участников – это более резонансные дела, более публичные дела. Необходимость снижения публичной реакции и публичного внимания к этим делам – это приоритет в данном случае для силовиков, имею в виду. А все ли задержанные сейчас обеспечены адвокатами? К счастью, у нас уже есть команда адвокатов, которые готовы выезжать и реагировать в любое время дня и ночи. И все задержанные обеспечены адвокатами. Скажу даже более того, несмотря на то, что уже в третий раз задержание проводится именно в дни судебных заседаний, когда основная команда адвокатов работает в Южном окружном военном суде, тем не менее нам удается обеспечить адвокатами всех задержанных. И если вчера, допустим, во время задержания, составления протокола задержания, протокола допросов участвовали одни адвокаты, после обеда они были вынуждены участвовать в суде, в судебных делах по другим делам, то их заменяли коллеги, и получилось, что у некоторых адвокатов на вчера присутствовали на следственных мероприятиях и для участия в суде по 2 адвоката, и это очень хорошая тенденция, когда есть взаимозаменяемость адвокатов, есть командная работа, и то, что наши подзащитные, наши соотечественники, единоверцы, они не остаются без юридической помощи. Çok sağ olunuz Лилия Ханым. Передавайте всем слова поддержки от нашего телеканала. Мы будем продолжать следить за всем этим беспределом и как можно громче о нем говорить. Спасибо вам. Лилия Ханум, и еще один вот такой... Алло, слышите? Ой, я тебя перебил, Отключились, Гульсум. да. Я перебил, Гульсум. Чох Саунс, ничего Вот ты страшного, мы только в меня любом хвалила, случае что я еще будем хороший соведущий связываться. твой, я тебя В перебил. любом случае будем еще связываться. Чох Саунс, Лилия Ханум, адвокат Лилия Гемиджи была с нами на прямой связи из временно оккупированного Крыма. Как нам сейчас подсказывают наши редактора, к нам подключается политический аналитик Дмитро Васильєв. Пане Дмитро, вітаємо вас. Доброго дня, чуєте? Так, чудово вас чую, вітаю вас. Доброго дня. Добрий день. Пане Дмитро, ну что ж, вот мы сейчас с адвокатом обсуждали вчерашние массовые облавы на территории временно оккупированного полуострова, в результате чего задержали 6 наших соотечественников, и, как мы понимаем, уже шьют им статью о терроризме. Что может сегодня делать власти Украины, государство Украины для того, чтобы защищать своих граждан на территории полуострова? Сегодня в средствах массовой информации прозвучала, извините за тавтологию, информация о том, что Украина возбудила уголовное дело против заместителя министра вооруженных сил Российской Федерации за дебальство, за ту спецоперацию на территории Украины, которую проводили российские войска. Это, очевидно, один из примеров того, что может делать украинская власть. Очевидно, что на территории Крыма по всем международным законам действует юрисдикция Украины. То, что на территории Крыма какие-то непонятные там власти, которые назвали себя властями этого полуострова Украины, неотъемлемой части Украины,
проводят обыски, задерживают людей, это абсолютно незаконные действия. Соответственно, они требуют юридической оценки, соответственно, влаждения уголовных дел против тех или иных лиц, которые в этом задействованы. Поэтому я думаю, что вот эти примеры, они очень правильно, их надо использовать в украинской власти. Плюс надо, очевидно, что делать серьезные заявления нашим МЗС, Министерству закордонных справ, необходимо писать и Организацию Объединенных Наций, и в Европейский Союз, и просить наших международных партнеров продолжать усиливать санкции против и Российской Федерации, и против конкретных лиц этого государства. То есть так как у Украины нет прямого доступа в Крым, сегодня одна из основных задач – это информирование, правильно? Это информирование и это действие в юридической плоскости наших властей. Да, я почему спросила, потому что вот вчера во время этих обысков мы находились в прямом эфире, и в прямом эфире показывали стрим происходящего, показывали стрим из-под здания оккупационного суда, где избирали меру пресечения всем задержанным, да, то есть мы освещали все события, которые происходили вчера на территории полуострова. И тем временем, таким образом, информируя сегодня общество, правильно? И вот тем временем мы видим, как правительство Украины сегодня лишает телеканала АТР финансирования, фактически оставляя его на грани существования. Телеканал АТР, который является голосом Крыма и ежедневно говорит о тех репрессиях, которые происходят на территории полуострова. Вот как это понимать? Как вы это воспринимаете? Ну, я воспринимаю как позиция украинской власти, либо же недоразумение, да, которое есть то ли от неопытности, то ли по какому-то недосмотру конкретно чиновников украинской власти. Я считаю, что должно быть хотя бы какое-то заявление украинского парламента. Очевидно, что украинский парламент недавно делал заявление об оккупации Крыма. Недавно украинский парламент делал заявление о Майдане, признании его исторической ценности для истории независимой Украины. И, соответственно, конкретные посадовые особы в украинской владе должны будут принимать решения. Если Европейский Союз, делая какие-то заявления о положительных действиях украинской власти, говорит о том, что есть обеспокоенность по нескольким моментам, и один из моментов говорит о поддержке коренных народов, и вызывает обеспокойство то, что телеканал АТР, единственный телеканал коренного народа Крыма, не имеет поддержки государства Украины в тех условиях, которые сложились, но я думаю, что государство Украина на это должно обращать внимание. И пересматривать бюджет, действительно исправлять эту ошибку, потому что ошибкой будет государством Украины и исполнительной власти не поддерживать телеканал АТР, единственный телеканал коренного населення Крима, неот'ємлемою частю. Пане Дмитре, я ось дуже добре, що ви зауважили про це. Я просто хочу нагадати всім глядачам, що у статті 60 резолюції Європейського парламенту про асоціацію ЄС з Україною від 11 лютого цього року прямо зазначено, що там навіть не стурбовані, вони навіть не хвилюються, а вони пишуть прямо. Європейський Союз наполягає на тому, щоб держава Україна підтримувала технічний, фінансовий, технічний кримськотатарський канал АТР, ми там позначені просто прямо, і забезпечити повну можливість мовлення тощо. Тобто там є просто майже директивна вказівка, так? Від наших партнерів, ми ж намагаємося стати частиною Європейського Союзу, да, в майбутньому. Але ж, ось ви правильно кажете, що має відреагувати парламент. Наш парламент не реагує, він робить вигляд, що нічого не відбувається. І там європейські парламентарі, вони вимагають створення сталого механізму підтримки.
Тобто не такого, що ми кожен рок ми то відкриваємося, то закриваємось, то ми вимушені там закривати студії цілі, там новини скорочувати, то до мінімуму, як зараз, доходити до того, що просто там не сьогодні чи завтра нас відключать від супутників тощо. Да? Тобто це не робота, так не працюють. Да? І Євросоюз про це прямо сказав. Але ж жодної реакції немає. Ані з боку парламенту, ані з боку, навіть з боку уряду є реакція. Вони повторюють те, що ми маємо йти на якийсь конкурс і на ті гроші, які вони самі перетворили з дотації на послуги міністерства. Ми маємо, на їхню думку, йти на цей конкурс. Хоча вони дуже добре знають, що більшість наших розходів, да, це не конкурсні речі, це оренда приміщення з обладнанням, це по конкурсу ніяк ці гроші не оформиш. Так? І також це супутникове мовлення на Крим, на весь світ. Це теж не конкурсне питання. Але ж вони брешуть і брешуть і брешуть. І вже відмовилися від участі в тому фейковому вигаданому конкурсі такі там структури, як там Крим Реалії, як Суспільне телебачення, все. Да? Але вони ж наполягають на тому, що все буде або так, або ніяк. І ми вчора, може ви чули, ми вимушені були просто, це немає діалогу жодного, немає пропозицій, крім того, що буде так, як ми сказали, а ми вважаємо це просто незаконно спочатку. І ми вимушені були звернутися вчора до президента, уряду та Сейму Литовської Республіки, просто з проханням підтримати нас всі складні часи, принаймні, допоки держава України, уряд України, там Рада, Верховна Рада України не вибудує той самий сталий механізм підтримки, так, нашого телеканалу. Ось в такій ситуації опинилися. Що ви про це думаєте? Айдер, окрім того, що ви сказали, в цій статті 60 Європейського парламенту взагалі є заклик України до прийняття закону про корінні народи України, про статус корінного кримсько-татарського народу і про внесення навіть правок до Конституції для визнання національної територіальної автономії кримсько-татарського народу в межах України. Фактично говориться про те, і дається підказка того, як треба зробити так, щоб потім не виникало ніяких питань про там конкурси, про які... Так я про те й кажу, але ж, Дмитре, якщо вони брешуть і впорато просто наполягають на тому, щоб цей фейк створити з нами, да? І навіть після резолюції Європарламенту, це просто, як на мене, ознака того, що вірити конкретно цим чиновникам точно вже не можна. Я не вірю просто. Як можна довіряти таким людям, які брешуть відверто і просто посилають на всі літери там наших європейських партнерів. Я вже не кажу про корінний народ Криму в окупації. Це просто жахлива моральна справа, на мій погляд. Я вважаю, що дійсно це питання національного інтересу України. Крим є невід'ємною частиною України, яка зараз під окупацією Російської Федерації. Інформаційна складова є надзвичайно важливою складовою в інформаційній, точніше, гібридній війні Російської Федерації проти України. І не використовувати інформаційний простір як частина оборони національних інтересів і загалом України просто неможливо. Бачите, коли ми говоримо про цільовий телеканал кримсько-татарського народу, який є єдиний в світі, наскільки я розумію, який Україна просто зобов'язана навіть не з моральної точки зору, а з раціональної точки зору захистів і національних інтересів, і відновлення територіальної цілісності України. А чому тобто Україна це зобов'язана робити. А чому тоді так відбувається? Неужели сегодня для властей Украины обеспечить финансовой помощью единственный крымско-татарский телеканал – это такая запредельно вообще сложная задача, тем более речь идет о небольших деньгах, это всего лишь 50 миллионов гривен. Если переводить в доллары, это чуть больше полутора миллионов, да, если не ошибаюсь. Плюс ко всему, неужели так сложно принять закон о коренных народах Крыма?
то, о чем мы говорим уже на протяжении 30 лет с момента Ну, в общем, все провозглашения это, независимой все это делается Украины. буквально за одну неделю при желании. Мы про что говорим, да? А может быть и за 2 дня. В принципе, тут ничего сложного нет. Тем более, что, как вы же отметили, в той же статье перечислено, что ни копейки на обустройство вынужденных переселенцев из Крыма и оккупированных территорий тоже не заложено. В этой же статье написано. То есть никаких расходов на Крым оккупированный государство нести не хочет, даже информационных, понимаете? То есть это вопрос, на наш взгляд, политического желания, если так можно сказать, ну, воли политической, отнюдь не финансов. Да, это вопрос там, да. политической воли. Ну, Вы абсолютно правильно говорите. И здесь важна позиция президента. Странно, почему не звучит президент, причем в унисон с министром закордонных справ. То есть я вот считаю, что они должны сделать четкое и ясное заявление. Правительство должно принять срочные меры. Ну, мы имеем пример, как в прошлом году, когда также были проблемы с финансированием телеканалов. Правительство приняло меры, было принято решение, финансирование нашли, телеканал финансировался, это была государственная и правильная позиция. Почему повторилась эта ошибка в этом году, абсолютно непонятно. Более того, парламент должен также проявить свою государственность и просто прочитать вот эту 60-ю статью резолюции Европейского парламента. Закликає Украину, Европейский парламент, приняты законы в турбине народа Украины. Давайте начнем хотя бы с этого. А это будет сигнал и уряду, который формирует наш украинский парламент, Конституцию Украины, принимать соответствующие меры. Да, спасибо, Дмитрий, спасибо большое, что включились нам в эфир, за поддержку, за здравые мысли, совершенно очевидные, но я не знаю. Пока... И спасибо вам, что вы делаете огромную важную работу и для Украины, для защиты интересов Украины, потому что Крым — это Украина, и очевидно, что коренной народ Крыма, крымские татары, являются теми, кто не сдаст Крым и будет помогать украинскому народу, также об этом не забывать и не сдавать Крым. Ну и плюс еще одна новость есть, которую я хотела бы с вами обсудить, вот буквально несколько минут. Европейский Союз ожидает от России выполнения решения Европейского суда по правам человека, который постановил немедленно освободить Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии Европейского Союза Жозефа Борреля. Давайте послушаем. Європейський суд з прав людини постановив, що Олексія Навального слід негайно звільнити. ЄС повторює, що закликає російську владу зробити це негайно. Ми очікуємо, що Росія виконає свої міжнародні зобов'язання як підписант Європейської конвенції з прав людини. Пане Дмитре, вот эти ожидания, они тщетны? К сожалению, мы слышали жесткое заявление Лаврова, министра иностранных дел Российской Федерации, который четко сказал о том, что они готовы, что Российская Федерация готова разорвать отношения с Европой. Ранее до этого мы видели решение Российской Думы, которое приняло решение, что закон Российской Федерации превалирует над международным законодательством. Соответственно, Российская Федерация не будет считаться ни с какими заявлениями Европейского Союза, ни с какими-то решениями. Они будут считать, что их политика правильная, что они принимают правильные законы, что по этим законам правильно осуждают того, кого считают террористом. Об этом рассказывают всему российскому народу через свое телевидение. А вы знаете, какая мысль вот возникла, хотел с вами обменяться, с одним неглупым человеком недавно общался по поводу того, что всей этой истории с Навальным и так далее, с этой поездкой Борреля и постыдной, и с этими беспомощными заявлениями, ну, это призываем маньяка остановиться, а он там в зубах ковыряется зубочисткой, значит, переваривая очередного съеденного. Вот, но смысл вот в чем, что мне кажется, вот этот человек, с которым я говорил, сказал, что вот такая версия, я к ней склоняюсь тоже, что они просто так его не отдадут, конечно, но вполне возможно они на кого-то его выменяют. Например, на оружейного барона Бута, который в Америке сидит, или на какую-то такую фигуру, или на нескольких даже человек, которые, ну, людей, которые где-то попались там у русской разведки, там у кого-то. Что вы думаете по этому? Сейчас торг просто идет, вот и все. Ну, российская власть неоднократно использовала человеческий ресурс, human asset, для того, чтобы иметь его как обменный резерв. Будет ли Навальный использован как обменный резерв? Ну, сложно сказать. Ну, наверное, это возможно, потому что Навального уже
сравнивает с разными политическими деятелями, не совсем хорошими историческими, не российскими. Его, я думаю, что в информационной среде пытаются показать как не совсем российским, возможно, гражданином. И я не исключаю, что такое будет возможно. Но опять же, да, как долго российская власть будет держать его в тюрьме, отсидит ли Навальный тот срок, который ему огласили, либо же все-таки придется идти на компромиссе российской власти и каким-то образом договариваться в результате действия санкций с Европейским Союзом и со всеми мировым сообществом. Пока сложно говорить. Хотя, Айдер, конечно, ваши слова, они намного более, как бы это сказать, реалистичны, чем то, что я сейчас пытаюсь додумать. Но либо, знаете, Дмитрий, либо «Северный поток-2». Туда вложены такие политические ресурсы и подкуп, взятки, плюс непосредственно прокладка этого трубопровода. Но я думаю, что, конечно, они могут использовать это как дополнительный аргумент для того, чтобы, давайте завершим строительство, запустим его, а потом мы посмотрим, то есть обмен может быть и на трубу, например. Может, вполне может быть. В Европейском Союзе имеет большое значение по принятию решения Европейского Союза Германия. Германия неоднократно заявляла о том, что она заинтересована в том, чтобы этот проект был завершен. Германия настаивает, что это не политический проект, это экономический проект. Ее позиция в этом смысле предельно понятна и ясна. Она диверсифицирует свои риски, плюс создает очень четкий инструмент влияния на Европейский Союз, на континент. У нее есть свои геополитические выгоды в этом. В этом смысле она абсолютно так цинично не смотрит в сторону интересов Украины, она смотрит в сторону интересов Германии. Поэтому вполне возможно, что Европейский Союз будет принимать решения в пользу ключевых игроков, то есть Германии, например, в принятии этого решения. И кто знает, смогут ли американцы, новая администрация Соединенных Штатов, президентом Байденом остановить этот проект. Там совсем немного осталось для его завершения. Дуже дякуємо, пане Дмитро. Дмитро Васильєв, політичний аналітик, був з нами на прямому зв'язку. Чохсаломс. А к нам сейчас подключается Олександра Матвійчук, голова правління Центру громадянських свобод. Пані Олександро, вітаємо вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Саша, вітаю, давно не бачилися. Хоч так. Пани Александра, что вы думаете относительно ситуации, которая сегодня снова сложилась вокруг финансирования первого крымстатарского телеканала АТР? Я погано розумію суть проблеми, але чудово розумію необхідність державної підтримки кримсько-татарського каналу АТР. Для мене взагалі дуже дивно, що ця ситуація знову і знову виринає, і знову існує якась загроза недоотримання фінансування. Мені здається, що українська держава мала би докласти всіх необхідних зусиль для того, щоб забезпечити мовлення єдиного кримсько-татарського телеканалу. Я, Александр, чуть скажу тогда и вам, и, может быть, кто подключился, что происходит. Они получили деньги из бюджета, из Минфина, на субсидии телеканалу АТР. Они эти деньги перекодировали на услуги Министерства по реинтеграции и объявили на них конкурс какой-то творческий. Не знаю, там условий этих конкурса нет. Мы когда-нибудь эти условия придумаем. Но дело в том, что нам работать, потому что сейчас они никогда не условия придумают. Это первое. А второе, они прекрасно знают в министерстве, что большая часть расходов АТР связана не с конкурсными, не с творческими вопросами, не с какими-то там снятием роликов каких-то, да, а с тем, что есть помещение с оборудованием, которое мы вынуждены арендовать, как канал «Беженец», да, и есть спутники, которые мы вынуждены регулярно оплачивать, чтобы транслировать на Крым наш сигнал. Эти вещи на конкурсах не разыгрываются, это львиная доля расходов, да, они это прекрасно знают. И вот так специально оттягивая момент транша, деньги лежат у них на счету и так далее, они фактически делают все для того, чтобы вот уже вчера месяц назад могли нас отключить спутниковые компании. Они нас транслируют только по нашей глубочайшей просьбе не выключать канал коренного народа Крыма. И это делают западные частные компании. Они нам просто скапливают долги и не выключают сигнал.
Если бы они формально действовали, они бы, канал бы АТР и детский канал «Ля-Ле», где крымстарский язык единственный звучит, уже давно бы был отключен. Вот в такой ситуации, значит, они нас доводят до... Ну, просто они издеваются. Просто они знают прекрасно всю ситуацию. Они просто, делая это, де-факто, они ждут, когда мы отключимся просто, да? Вот и все, на самом деле. И поэтому мы вчера, может быть, тоже ты не видела, вчера мы решили, что просто, ну, уже некуда дальше и деваться, потому что реально могут отключить вчера. После того, как резолюция 11 числа была Европарламента, где в 60-й статье прямо указано, что Украина должна выработать стабильный механизм финансовой и технической поддержки телеканала АТР. Стабильный механизм. И там прямо написано, значит, что Европа этого требует фактически. Там даже нет озабоченности, да. Вот. Она говорит про необходимость. 0 реакции со стороны наших властей, проходит неделя, никакой вообще реакции ни от кого. Ни от парламента, ни от президента, ни от правительства. Но мы не можем рисковать отключением нас в Крыму, да, у нас люди смотрят, у нас обыски, вчера облавы были. Мы просто обратились к нашим друзьям, ну, кто ближе к Украине и крымским татарам, чем Литва. Мы обратились к президенту, парламенту и правительству Литовской Республики с просьбой оказать нам срочную помощь, чтобы мы просто не вышли из эфира, потому что это будет страшно вообще позорная история. Причем позорная это она будет не для Литвы, да, но при этом их люди переживают за нас, просто мы видим даже, как это по интересу к нам, да. Мне звонит глава Конституционного суда Литвы, он переживает за нас, он рассказывает нашим законодателям на пальцах, как нужно оформить помощь каналу АТР, прям на пальцах ролик записал, до 4 минуты с лишним. Глава Конституционного суда Литвы, первый человек в мире, институция которого признала незаконность оккупации Крыма, первый, до ООН, до всех. И этот человек обращается к нашим властям, 0 эмоций. Европарламент в прямом постановлении про ассоциацию, записанную в Конституции, прямо говорит, да, что должна Украина, правительство Украины, 0 эмоций. Вот в такой ситуации мы оказались. Понимаешь, нас просто подвешивают и ждут, пока мы умрем. Вот по факту это выглядит так. Извини, что я повторяю просто уже все эти дни. Да. Це важливо, і це просто ганьбище, якщо відверто так казати. І ця історія про 2 речі, як на мене. Перше, про те, що якщо є політична воля, то завжди знаходиться рішення. Давайте згадаємо, як за попередньої влади, так і за нинішньої влади можна тисячі таких прикладів навести, коли хочуть когось нас призначити генеральним прокурором, бодай без юридичної освіти, за день голосується законопроект, вносяться зміни, і людина стає генеральним прокурором. Ну, тобто купа прикладів, ще раз, що за попередньої влади, що за нинішньої, яка показує, що якщо є політична воля, то знаходиться рішення. І друга, про що це історія, це про різницю між деклараціями і між діями. Ми всі ці 7 років говоримо гаслами. Ми говоримо, що Крим – це Україна. Так, це дуже правильне гасло. І це є відповідно до міжнародного права. Але це гасло треба підкріплювати реальними кроками, реальною державною політикою. І я чесно не розумію, як цій державній політиці не знайшлося чільного місця для підтримки єдиного кримсько-татарського телеканалу. Причем, ты знаешь, Саш, там до такой степени цинизм доходит. И европейцы пишут в этой же статье 60-й, я уж не говорю, они напоминают в вот этой постанове по ассоциации, напоминают про права коренного народа, про закон о коренном народе крымских татар, про изменения в 10-й Конституции, про нашу территориальную автономию, которую мы имеем право как коренной народ Украины и так далее, и так далее. Но там еще и про деньги. Они пишут, что в бюджете этого года нет ни одной копейки на обустройство вынужденных переселенцев из Крыма. Ни одной копейки. И при этом не только не обеспечивают физические потребности людей, но и даже моральные, информационные потребности. Они берут эти деньги, эти несчастные, вот реально несчастные 50 миллионов, потому что для телевидения это ничто, со всеми спутниками и так далее. Ничто просто, любой знает. Они берут и эти деньги, и их, значит, специально держат так, ну вот, чтобы, не дай бог, этим крымским татарам не досталось, понимаешь, чтобы они, не дай бог, там не выжили вот в таких условиях. Это настолько цинизм просто, вот, и надо дыхание перехватывать. Особенно, когда, знаешь, когда разговариваешь с людьми из Крыма. У меня тут женщина плакала в эфире, говорит, как это вас отключат? То есть, а кто тогда будет? Вот кто будет показывать эти обыски каждый день? Кто? Какой канал? Какой канал? Знаете, какого олигарха будет это показывать? Мені часто просто соромно, хоча ніби не я ці речі роблю, а соромно мені. Тому що, коли ми говоримо про повернення Криму,
Ми говоримо не просто про повернення території української, ми говоримо про те, що ми боремося за людей, які там проживають. І поки Крим окупований, і нам дуже важливо встановлювати зв'язки і підтримувати ці зв'язки з людьми, які лишилися саме з окупантом. І інформаційний зв'язок, цей сигнал, який дає телеканал АТР, це дуже вагоме, я би сказала, очільне місце, яке б мало бути стрижнем державної політики і стратегії по поверненню Криму. То есть можно ли сделать тогда вывод, что никакой стратегии у сегодняшних украинских властей по деоккупации полуострова нет? Ну, це, на жаль, висновок можна зробити не тільки виходячи з цієї ситуації, а загалом виходячи з цілої низки речей. Я знаю, що ця стратегія напрацьовувалася представництвом президента по Криму, передалася в Офіс президента, там ніби знаходиться на обговоренні. Ну, подивимося, що з цього буде. Да? Тут чому потрібна стратегія? Чому? Тому що деякі речі, які мають бути зроблені для повернення Криму, мають бути зроблені зараз, а не тоді, коли у нас відкриється вікно можливостей. Ми втрачаємо час, і ситуація грає проти нас. То есть получается, что президент Зеленский говорит, крымская платформа, тут все подскакивают такие радостные, ну наконец-то, да, сейчас придет Америка, сейчас придет Британия, сейчас придут серьезные игроки западные, и наконец мы вспомним про Крым, что-то кроме Крымца Украина на билбордах, да, что мы, Саш, с тобой наблюдали все эти годы, да, вот, ну и что? И с чем он придет туда? Здравствуйте, Владимир Александрович, здравствуйте, мистер Зеленский, здравствуйте. Какие успехи? Что вы сделали внутри Украины для повернения Крыма? Ну как что? Прекратили прямое финансирование телеканала крымско-татарского. Вон что. И что, отключился? Ну да, отключили его. Они не могут оплачивать ни помещения, ни спутники, ни производство программ. Но это бизнес, ничего личного, нет денежек, как говорится, вот и все. И это будет, собственно, весь разговор с Владимиром Зеленским на крымской платформе. Если кто-то просто задаст этот один простой вопрос, там дальше разговаривать не нужно уже. Понятно, что слова настолько разорваны с делами, что можно только попрощаться и отключить Zoom просто. Все. Я знаю, що Кримська платформа запланована на 23 серпня цього року. Я дуже сподіваюся, що українська влада до цього часу вирішить нарешті це питання з фінансуванням кримсько-татарського телеканалу АТР. Час у неї ще є для того, щоб виглядати достойно. Ну, я тоже надеюсь, все-таки не 23 серпня, бо до 23 серпня хтось може не дожити, так? Ну, просто це, ну, чисто суттєві речі, про що я казав спочатку, що просто ще вчора, позавчора, місяць тому нас можуть просто за борги відключити і все, без пояснень. Це просто бізнес, як вони люблять казати, наші чиновники, вони ж бізнесмени всі. Так там ось ці бізнесмени західні, вони нас розуміють. Вони чують нас, вони розуміють, що це канал корінного народу, і вони терплять, вони вірять в те, що все ж таки не може такого бути, щоб держава не підтримувала супутниковий сигнал на окупованій території. Але ж це триває ситуація, це ситуація, за яку мені просто навіть соромно, я з цими людьми там розмовляв, вони кажуть, як таке може бути? Я не знаю, як таке може бути. Та як таке може бути, не знають литовці, не знають поляки, ніхто цього не знає, це наша ноу-хау політична. Вибачте за такий спіч. Дякуємо вам дуже, пані Олександра. Дякую. З Тьохсагу у нас Олександра Матвійчук була з нами на прямому зв'язку, голова правління Центру громадянських свобод. Есть новости, кстати, по крымской платформе. Владимир Зеленский считает, что еще там не случилось. Владимир Зеленский считает, что одной из основных задач украинской делегации в ПАСЕ является объяснить суть создания международной площадки по деоккупации Крымского полуострова. Об этом он сказал на встрече с представителями украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. Давайте послушаем его цитату. Для нас принципове питання пояснити в ПАРЄ, що таке Кримська платформа, і запросити світову спільноту приєднатися до відновлення міжнародного закону і територіальної цілісності та суверенітету України.
Ну, еще такая новость сегодня появилась. На Херсонщине на 107-м километре Северокрымского канала необходимо достроить дамбу, чтобы максимально исключить попадание воды на территорию временно оккупированного полуострова. Об этом шла речь во время встречи постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Антона Кореневича с начальником управления Северокрымского канала в городе Таврийск Сергеем Шевченко. И вот что сказал Кореневич. Обговорили важливі для функціонування каналу питання, зокрема потребу добудови дамби на 107-му кілометрі каналу, яка з одного боку максимально унеможливлює потрапляння води до тимчасово окупованого Криму, а з іншого боку дозволить значно покращити заходи з меліорації південних районів Херсонщини. Анастасія Донець, аналітик Кримсос, зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Анастасія, вітаємо вас. Добрый вечер. Скажите, а есть ли действительно необходимость достроить эту дамбу? Вы знаете, я не являюсь специалистом в сфере гидрологии. Я так понимаю, что вопрос носит скорее экономический и политический характер. Как и сказал пан Антон Кореневич, речь идет о том, чтобы улучшить ирригацию Херсонской области, что, в общем-то, стоит делать, потому что это достаточно засушливый район. Что касается подачи либо не подачи воды в Крым, позиция Украины по этому поводу является достаточно четкой, она полностью соответствует нормам международного гуманитарного права, в соответствии с которыми именно Российская Федерация должна обеспечивать воду на оккупированной территории, поэтому наша организация никаких проблем в достроении дамбы не видит. Да, я вообще тоже удивился, знаете, я просто даже не очень понял, а при чем тут представительство президента Украины в АРК и на Херсонской области управление канала и дамба. Если поставок воды в Крым не планируется, то что-то контролирует-то там? Я что-то вообще, может просто... Не, я от Антона ничего плохого сказать не могу, но я просто не понимаю связи, если честно. Политически все заявлено уже. Ну, хорошо, да, вот... Ну, как мне кажется, есть и более актуальные проблемы, касающиеся Крыма. Ну, окей, ладно, это мы не против, в принципе, такой постановки вопроса тоже. Ну вот относительно воды на территории Крыма, вот по вашим данным, по данным вашей организации Крымсос, насколько сегодня остается там критическая ситуация с наполнением водохранилищ и так далее? Вот снег, который сейчас пошел, он никоим образом не спасает ситуацию? Что говорят ваши эксперты? По нашим данным, по данным наших мониторов, ситуация остается критической. Дело в том, что осадки в принципе не могут наполнить водохранилища, которые находятся на отметке так называемый мертвый объем, то есть это тот объем, после которого невозможно получать оттуда воду, которая пригодна для употребления. Это то, о чем говорят крымчане. Они жалуются на то, что воду невозможно пить, она имеет неприятный запах, она непригодна к употреблению даже после кипячения, и попытки выжать из этих водохранилищ последнюю воду, конечно, они не могут решить проблему с водой. Сейчас жесткие ограничения подачи воды действуют как минимум в 5 областях, и мы говорим о том, что вода доступна только по 3 часа в день, утром и вечером. Это холодная вода. В некоторых областях вода подается под сниженным напором. От людей, которые непосредственно проживают в Крыму, мы получаем информацию, что это означает буквально такая тонкая струйка воды, которая даже не может наполнить ведро воды, да, для каких-то бытовых нужд, и доходит до каких-то совершенно шокирующих вещей, когда люди вынуждены сливать воду с батареи, да, то, что мы слышим в СМИ, для того, чтобы хоть как-то получить воду для каких-то бытовых нужд. Анастасия, знаете, что сообщение сегодня прошло? Русский пропагандист Владимир Соловьев, небезызвестный, который сегодня получил звание персона нон-грата в Латвии, вот, наконец-то, хоть что-то началось, пишет, что, и сам, кстати, Соловьев живет на озере Кома в Италии, это очень красивое озеро, я там мимо проезжал. Да, не знаю, как туда он теперь будет доезжать или нет, но он опубликовал такую молнию, аж заметку с 3 молниями, заявление вице-премьера Российской этой Федерации Марата Хуснуллина, который из Татарстана, потом он пытался в Крыму там что-то делать, там агитировать крымских татар за русский мир, ничего не получилось, он уехал, я так предысторию рассказываю, потом он где-то еще работал, сейчас он вице-премьер, и вот Хуснуллин сообщает:
проблем с водой у крымчан не будет, без объяснений. Вот как вы думаете, что это? Чистая пропаганда? То есть, или что-то задумали? Может, опреснители какие-нибудь, самогонные аппараты размером там с гору ставить, там, перегонять воду? Вы что-нибудь слышали про решение проблемы какой-то? Ну или идею Путина реализуют о том, что воду искать в недрах Азовского моря. Опять-таки, не являясь гидрологом, мне сложно говорить, насколько эти идеи могут иметь какой-то потенциал. Что касается опреснительных сооружений, да, мы слышали такую информацию. Мы знаем, что оккупационная власть бурит новые скважины для того, чтобы получать артезианскую воду. Это влечет очень серьезные экологические последствия. Мы сейчас как раз пишем отчет об экологии Крыма, и вскоре все смогут с ним ознакомиться, в том числе с информацией о тех последствиях, которые будут следовать за бурением скважин и добычей артезианской воды в больших количествах. Что касается других каких-то мер, это и блокирование рек и изменение их русла, да, для того, чтобы перекидывать воду из одних населенных пунктов в другие. Тоже очень серьезные в этом плане опасения у нас в связи с экологией, потому что это кардинально меняет экосистему тех районов, которые раньше получали воду благодаря рекам. Сейчас больше вопросов, чем ответов. Что касается заявления оккупационной власти, я думаю, что чисто с точки зрения обычной логики сложно себе представить, что они бы признались в том, насколько критическая сейчас ситуация с водой в Крыму. Она действительно критическая, она не может такой не быть, потому что 90% воды в Крым поступало через Северо-Крымский канал, мы об этом знаем, и с 2014 года поставки воды прекратились. Поэтому говорить о том, что в Крыму с водой можно как-то быстро и эффективно решить проблему, пока, конечно, не приходится. Но я бы подчеркнула здесь тот вопрос, что для населения, для нужд населения воды бы хватало, если бы Россия не увеличивала свой военный контингент в Крыму, не строила новые военные базы и не использовала эту воду для нужд каких-то предприятий, да, которые в Крыму находятся. Для нужд населения воды было бы достаточно. Но, Вот. к сожалению, оккупационная власть предлагает тратить эту воду на что-то. Вот я как раз и хотел задать этот вопрос в продолжение темы, на которой вы сейчас закончили реплику свою. Уточните, пожалуйста, есть ли у вас информация о том, ну вот смотрите, сухие зимы были и прошлые, и позапрошлые уже, да? Но ситуация такая именно сейчас сложилась. Это значит, что техногенная нагрузка, о которой вы говорили, выросла, и она какую-то критическую линию перешла, да? То есть они высосали уже значительно больше, даже все резервы уже высосали из этой земли нашей несчастной. Вот. Значит, есть ли у вас информация о том, сколько находится, показатели этой нагрузки? Это всегда население, то есть обслуживающие базы, солдаты, их семьи, там какие-то новые микрорайоны. Если вот я разную слышал информацию, я слышал по их радио крымскому одному, там они хвастались, что 3 миллиона, это типа было 2 с чем-то, стало 3, вот они хвастаются сейчас там в Крыму. А есть какие-то объективные данные? Можете ли вы что-то сказать, насколько там вот это замещение населения идет швидко? Если мы говорим о военных, такой информации, конечно, правдивой мы не обладаем, потому что это секретная информация, ее очень сложно получить, ее нет в открытом доступе. Что касается другого гражданского населения Крыма, то по нашим данным только за последний год туда переселилось около 5000 россиян. При этом существуют различные программы, которые создают интерес у населения туда переселяться. Это и бесплатное жилье для госслужащих, и какие-то скидки на жилье, кредиты. Примерно за все время оккупации, по нашим оценкам, туда переселилось около 500 тысяч российских граждан. Ну, что тоже понимать, нагрузка, безусловно, нагрузка на водные ресурсы очень сильно увеличилась. Но это очень много. 500 тысяч это очень много, при том, что да, Для Крыма это при много, том, что правда. это 500 тысяч, что вы говорите, еще военных там и с семьями в военных городках, базы и так далее. Ну, понятно, что никакой воды не хватит на такие расходы.
Дуже дякуємо вам, пані Анастасія. Чохсагл у нас Анастасия Донець була з нами на прямому зв'язку, аналітик Кримсоса. А зараз к нам присоединяється Мирослав Гай, військовий експерт, керівник благодійної організації «Фонд Мира і Ко». Пане Мирославе, вітаємо вас. Селям алейкум. Салям алейкум, салям. Селям, Мирослав. Привет. Пане Мирославе, вот уже третью неделю на телеканале АТР продолжаются марафоны Сейф АТР. И, к сожалению, ни Министерство реинтеграции, ни Офис президента, ни сам президент, ни премьер-министр никоим образом не реагируют. Как вы думаете, почему? Ну, я, во-первых, думаю, что они не заинтересованы в том, чтобы существовал такой независимый канал по ряду причин. Вот. Ну, во-первых, мы сейчас нужно понимать, что для Офиса президента критична монополия в медиа. Не хотели бы существовать, ну, чтобы их мнение было единственным. Вот. Потом я для себя сразу же запомнил, вот первое, что сделали, когда Зеленский пришел к власти, их там через Министерство культуры, это закрыли канал «Наш Иншимовлення». Помните, такой был канал, который рекламировался на другие государства. Вот. Вместо него нам пообещали телеканал «Дом», который полноценно так и не зафункционировал, потому что средств доставки на оккупированные территории у этого канала нормальных нет. Но там были большие проблемы с эфирами. Ну вот, поэтому я думаю, что они просто не заинтересованы в существовании такого канала. Возможно, это связано, ну, дело в том, что телеканал АТР смотрит в Крыму, телеканал АТР занимает жесткую позицию по поводу Российской Федерации, оккупации, оккупированных территорий, российско-украинской войны, которую начала Россия. Это, ну, не единожды озвучивалось и ведущими канала, и гостями. То есть, вот. А наша власть на данный момент боится употреблять слова агрессия, агрессор, война. То есть нас называют та сторона, они, перемирие, режим тишины. Ну, то есть я так понимаю, что на данный момент просто не совпадают политические интересы. Но смотри еще, Мирослав, такая история, да? Президент говорит про крымскую платформу. Настаивает на том, что, значит, Украина продолжает движение в Евросоюз и НАТО. Выходит резолюция Европейского парламента 11 февраля, в которой целая 60-я статья посвящена, значит, анализу тому, что делается, и точнее, что не делается в отношении Крыма и крымских татар. Перечислено все. Отсутствие закона о коренном народе, отсутствие изменений в Конституции в название и сущность автономной республики Крым. И там все плохо, там одно только они в конце сказали, что они одобряют, значит, концепцию развития крымско-татарской мовы до 2032 года. Но это, знаете, до 2032 года это либо Ишак умрет, либо Падишах, либо Хаджа Насреддин. Мы знаем эту всю историю. Это, конечно, хорошо как намерение, но мы полностью поддерживали, кстати, это намерение Министерства реинтеграции, но пока это все в будущем, да. В настоящем просто душится телеканал АТР. При этом там прямо сказано, не как-нибудь, а Евросоюз настаивает на том, чтобы власти полностью поддерживали телеканал коренного народа Украины АТР, написаны мы. Настаивает на выработке, на то, чтобы Украина приняла устойчивый механизм финансовой и технической поддержки. То, что они нам пытаются предложить, это не то, что неустойчивый механизм, это просто, но это открытое издевательство, потому что они выставляют деньги, предназначенные на наше мовление, на конкурс среди структур, которые отказываются в этом позорном конкурсе участвовать, незаконном. Они переводят деньги с одного кодировки субсидии на кодировку услуги и предлагает нам участвовать в конкурсах, наверное, на снятие каких-то роликов, там, Крымца Украина, чешо, там, да, таких, как мы любим, да, вот эта формальная сторона дела. И еще знаешь, что самое интересное? Сейчас, Мирослав,
самое интересное, что они-то знают прекрасно, что наши основные расходы, они ни в какие конкурсы не вписываются. Это аренда помещений и оборудования в Киеве, вынужденная, так как мы канал «Беженец». Это аренда, это использование спутников для трансляции сигнала на Крым, который является безальтернативной. Там никакими конкурсами и роликами это не решается. То есть это фактически прямой курс на удушение, прямой, понятный. Они все понимают. И они врут парламенту, врут западным партнерам, с издевочкой отвечают на вопросы одними и теми же вот этими абсолютно фейковыми формулировками, которые разбиваются просто одним щелчком пальцев. Айдар, ну ответ очень простой на твой вопрос. Скажи мне, пожалуйста, а где вообще сейчас звучит от нашей власти слово «Крым», кроме вот последних событий из-за того, что Европарламент выдает резолюцию на международных площадках? Да последний год вообще шли переговоры, оккупированные территории Донбасса отдельно, Крым отдельно, как в принципе Россия и мечтала. Где постоянные упоминания о Крыме в нормандском формате, когда этот нормандский формат был? Где эти переговоры? Их нету. То есть они даже бесплатно упоминать Крым не хотят. А мы сейчас с тобой говорим о том, что мы от них еще и денег требуем на крымско-татарский канал. Они даже бесплатно не выполняют свои обязанности в отношении украинских территорий, для того, чтобы не поднимать вопрос. У них сейчас они проводят какие-то сепаратные переговоры с россиянами. Ермак ездит, встречается куда-то с Козаком, поверенным по Украине в России. Где-то там они встречались, что-то говорили. Они ведут, мы до сих пор не знаем, о чем Зеленский разговаривал с Путиным по телефону, нам никто не сообщает, какие переговоры были. Непонятно вообще, куда в Оман с кем встречались. А ты сейчас говоришь, давайте они выделят деньги на телеканал АТР. Но они вообще бы хотели бы не выделять деньги никуда и ни на что, тем более на Крым, потому что не звучит сейчас в повестке у этой власти. Но у нас с вами выход один, поднимать этот вопрос в СМИ, в обществе. Мы должны постоянно говорить о том, что Крым должен звучать во всех переговорах по оккупированным территориям, что телеканал АТР — это единственный вообще способ доставки. Как слышите меня? Да, отлично, да. говори. Это единственный способ доставки какой-либо правдивой информации не только крымско-татарскому народу, а вообще всем, кто в Крыму живет и остался. Потому что я знаю, мы показывали у вас фильм наш новый, последний, исследование по воде, называется «Крым обезвоживание». Да, «Крым наводнение». Есть русская и украинская версия. И я знаю, что в Крыму его смотрело огромное количество людей, что были отзывы, фидбэки. Но кому это сейчас нужно? Ну, скажите мне. То есть они стараются всячески... Мы видим, что идут на достаточно серьезные, по крайней мере, обещают уступки. У нас уже было отведение войск на Донбассе. У нас сейчас там говорят о том, что разминирование собираются какие-то проводить. При том, что это все в одностороннем порядке проводится, потому что мы знаем, что на Донбассе, например, войска никто не отводил. Да, гражданское общество, которое выводило массовые протесты. Кстати, мы проводили еще акцию, что никакой Нормандии без Крыма. Помнишь, мы под посольствами стояли, там у нас еще столкновения были с правоохранителями, под российским посольством стояли, да и не только, и под офисом президента, где пытались объяснить, что Крым должен звучать везде. Так это ж мы не от хорошей жизни там стоим, потому что власть нигде, ни на каком официальном уровне не декларирует о том, что она вообще собирается этой повесткой заниматься. То есть под нашим давлением они иногда что-то булькнут в информационном пространстве, но никаких реальных действий не видно. А тут телеканал АТР, как для них как гиря на ноге, как обуза, на которую надо выделить деньги. А зачем? У них есть куда тратить деньги, они, ты видишь, увеличивают на кортежи обслуживания президента. Кстати, увеличили. Он, по-моему, единственный президент. Даже Янукович только не выделял средств на содержание своего аппарата. Но я думаю, знаешь, Мирослав, что тут вопрос все-таки не в деньгах. Просто сумма для бюджета смешная, для телеканала смешная. Вопрос не в деньгах, конечно. Да. Вопрос не в деньгах. Просто я тебе говорю, что даже бесплатные, казалось бы, элементарные вещи на уровне заявлений, которые ничего не требуют, усилий вообще никаких, они даже этого не делают.
а здесь уже нужно какие-то действия. Поэтому я думаю, что, возможно, мы, понимаешь, если мы сейчас придем в офис президента и скажем, а у вас есть преднамеренная политика не замечать Крым? Есть договоренности какие-то? Вы специально Крым не упоминаете практически серьезно? Где резолюции по Крыму от нынешней власти? Где заявления об этом? Да в том же нормандском формате. Нету. Так они тебе сразу ответят: нет, мы за Крым, мы за мир и все. То есть мы же даже вынудили несколько раз Зеленского произнести, что Россия — это враг, это буквально агрессор. Это через силу было. Это 2 года президентства, мы 1 раз там или 2 слышали от президента. При том, что у нас каждую неделю есть раненые или погибшие на фронте, даже в этом году. Каждый день, каждую неделю есть обстрелы. И, казалось бы, президент Зеленский должен был каждый день выходить на международные площадки и говорить: Россия агрессор, Россия бомбит. Но этого нету. Но мы же судим, Поэтому Мирослав, вот мы лично судим по делам. По словам, от слов я устал. Мне твердили много лет Крым-Украина, сейчас твердят в дополнение Крымская платформа. С чем на этой платформе? С гробом крымско-татарского телеканала приезжать? С катафалком для жителей Крыма, с информационным? Вообще, то есть это настолько нестыкуемые вещи, что я склоняюсь больше уже к твоей точке зрения, что это целенаправленно, это не про деньги. Потому что, значит, действительно, я вот не знал о переговорах там с Козаком каких-то, о чем ты говорил, да? Ну, как они ездили, Козак ездил к Меркель, Ермак ездил. Ну да, я понял, о чем ты говоришь. Ну, то есть, да, то есть есть ощущение, что нам что-то не договаривают по этому поводу, потому что... Какие-то переговоры ведутся, а мы не в курсе. И поэтому я об этом говорю. Понимаешь, то есть, с одной стороны, вроде бы там позитив, да, там закрывают каналы Медведчука, да, правильно? Да. А с другой стороны, Татаров продолжает работать в офисе президента, министр Янукович, который виноват в смертях Майдана. Тут, понимаешь, есть, с одной стороны, нам говорят, что мы будем там преследовать шария, а с другой стороны, у нас продолжается закупка и увеличивается закупка электроэнергии из России. Но ты понимаешь, что покупать электроэнергию из России без сепаратных договоренностей невозможно. Это должны быть договоренности на государственном уровне. Это не просто договоренности между хозяйственными субъектами. Я вообще не понимаю, зачем. У нас Украина производит столько энергии, что еще на все страны Балтии может хватить. Поэтому они, с одной стороны, нам машут белой тряпочкой или красной тряпочкой, чтобы мы отвлекались, там, условно говоря, на то закрытие канала, на какое-то заявление, а с другой стороны спокойно увеличивают. Ты видел, что в Россию продали на развлекательное шоу Зеленского на один из каналов? Нет. Не видел? Нет. Ну вот посмотри, есть, ты запросто в СМИ увидишь. То есть у нас происходит торговля с Российской Федерацией абсолютно спокойно. То есть мы на словах, может, иногда что-то и скажем, что они агрессор, но на деле у нас увеличивается товарооборот. Вот и все. Поэтому тут большой вопрос, вообще заинтересованы ли они в существовании телеканала АТР. И каждый день можно услышать, что Путин враг, і Росія окупант і анексувала Крим. Чохсагол нас, пане Мирославе. Дякую, Дякуємо Мирослава. дуже. Дякую. Мирослав Гая, військовий експерт, керівник благодійної організації «Фонд Мир и Ко» був з нами на прямому зв'язку. Ну, а пока мы ждем следующее подключение. Айдар, это же действительно не впервые в нашей студии вот звучит вот этот тезис. Я, конечно, не хочу вдаваться в какую-то конспирологию, но уже многие эксперты, политики, которые включаются к нам в эфир, говорят о том, что АТР мог стать таким элементом торга в рамках каких-то переговоров. Потому что разрыв логики. Потому что если бы Зеленский, говоря про крымскую платформу, про поддержку крымских татар и так далее, логично делать если я беру телефон, тогда я набираю номер, я им не орехи колю, да? Вот, то есть есть какие-то вещи, которые одна из другой следуют, да? А здесь слова совершенно оторваны от дел. И когда люди начинают анализировать, любой человек начинает анализировать, что специально деньги перекодированы. Все прекрасно знали, на что они должны пойти. Придумывают конкурсы на то, что нельзя выпускать на конкурс. Да? Врут и врут и врут. Значит, уже все отказались от этого конкурса, приличные люди. Уже просто все зашкварено, обзашкварено. Все. Просто позор. Европейцы пишут прямым текстом. И смотри, и несмотря на все это, то есть, значит, страх перед русскими, перед какими-то, можно предположить, перед тайными договоренностями с русскими, страх нарушить их
что типа АТР раздражает, вот сначала Это закройте прекрасное АТР. украинское слово «не дротувати оккупанта». Ну да, ну то есть вот настолько, видимо, я опять предполагаю, да, вот то, что говорил Мирослав, если это тайная договоренность, и мы часть каких-то предварительных условий по дальнейшему продвижению, что заткните этот экстремистский канал, который нам мешает тут, да, в Крыму, а мы дико мешаем, вот. Значит, а потом будем говорить про другие темы. Тут как раз вот это предположение, оно эту логику устраивает, потому что ни деньги не серьезные для бюджета, никаких Конечно. препятствий нет, все годы давали, законы не все то же самое, но что-то пошло не так. И вот это что-то не так, этот вакуум смысла, вакуум логики, он заполняется предположениями о том, что есть тайные протоколы какие-то, ну, не протоколы, но какой-то пакт тайный, какие-то условия шагов на встрече типа России, нарушение которого, этого пакта, для кого-то в нынешней власти страшнее, чем ответственность перед западными партнерами, которые нас в ЕС принимают, да, и говорят, ну давайте, выполняйте вот эти условия, и четко пишут про АТР, про все. Ну и о чем потом говорить на Крымской платформе? Да, просто на весах, когда это взвешиваешь, да, ты понимаешь, они не дают ни копейки в бюджете ни на обустройство переселенцев из Крыма, ни на канал АТР в итоге, значит, ни на что. Но это не может быть просто так, вот от нежелания, да, они в бюджете деньги есть, они просто лежат в коробке, их просто нам не отдают, чтобы мы сдохли, короче говоря, перестали вещать, да. С нами сейчас на прямой связи Америка, политический обозреватель Андрей Андреевич Пиантковский с нами сейчас на прямой связи. Андрей Андреевич, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер, Айдара. Добрый вечер. Вы слышали, да, мой спич про логику? Я в курсе этой ситуации. Да, что скажете? Ну, еще несколько дней казалось, что президент Зеленский окончательно перешел на сторону добра и на правильную сторону истории. Закрытие 3 геббельских каналов, воюющих против фашизма стране, это первый серьезный контрудар в гибридной войне, которая продолжается уже 7 лет. И наряду с этим вдруг попытка закрыть крымский татарский канал, который, кроме информационной составляющей, носит громадную символическую политическую ценность. Пока ваш канал работает, Крым остается украинским. Вот почему-то именно это и вызывает, наверное, ненависть Кремля. И вот соображения, которые высказал Айдар, они вообще заслуживают очень серьезного рассмотрения. Тем более, что пока главой администрации остается кремлевский агент Ермак, оперативная кличка Козырь. Таких фокусов вполне можно ожидать. Подождите, я впервые слышу про оперативную кличку, про все это самое. А мотивируйте, откуда вы это все знаете? Это известно, это уже достаточно давно известно. Ну, посмотрите того же генерала СВР. Ну, кличка, может, впервые слышишь, а действия Ермака с первого протокола, подписанным своим куратором Сурковым еще в июле 2019 года и до марта, когда он подписал с Козыком документ о консультативном совете РДО. И это все предательские действия, направленные на реализацию кремлевского плана легализовать в украинском политическом правовом поле свой военно-террористический плацдарм. Ну, смотрите, Андрей Андреевич, во-первых, ничего этого не получилось в итоге, да, в любом случае. Во-вторых, почему вы усматриваете связь между Ермаком, там, кем бы он ни был, да, и историей с АТР? Формально здесь офис президента никак не задействован, да, это правительственные чиновники, там, министр, там, вице-премьер и так далее. Почему вы проводите связь с Ермаком? Какие у вас причины так говорить? По вашему каналу вы сами только сейчас убедительно нам рассказали, что вопрос вашего канала – это вопрос политический. И два крупнейших политика, наиболее влиятельных, занимающих крупнейшие должности в Украине сегодня – это Зеленский и Ермак. Ну, можно еще добавить, если говорить о влиянии личного Зеленского, можно еще добавить Коломойского. Так что этот вопрос наверняка решался именно внутри этой тройки.
Ну а как коррелируются тогда вот эти вещи? А вот то, что вы отметили выше, с одной стороны, Зеленский закрывает каналы кремлевских вурдалаков, с другой стороны, пытается закрыть телеканал АТР, Министерство реинтеграции по вопросам внимания временно оккупированных территорий. С другой стороны, они говорят о создании крымской платформы. Ну что это, если не диссонанс? Ну, власть киевская, она неоднородна. В ней есть люди, вот, которых я назвал, давно называю во всех своих передачах на Украину коллективным Маннергеймом, сопротивляющимся агрессии. Это министр иностранных дел Кулеба, это секретарь безопасности Данилин, это вице-премьер Резников. У вот этих людей всегда была твердая патриотическая позиция. А есть люди, которых я упомянул, Ермак, Коломойский, масса других. Вот, Андрей Андреевич, а вы знаете, что как раз названный вами вице-премьер Резников как раз и отобрал деньги у АТР, перекодировал их внутри министерства с субсидии на услуги министерству, прекрасно знаю, что основные наши расходы это никакие не снятие роликов в Крымце Украина, а трансляции через спутники, аренда помещения за оборудование, и мы не можем, потому что физически он подписал нам приговор, именно тот человек, которого вы назвали. Вот это его имя там, собственно, единственное, которое мы знаем в принятии решений. Мне он известен по своей политике взаимоотношения с Россией и ведением переговоров в так называемом нормандском и минском формате. Если он принял, еще раз, вы же сами все это объяснили, что это возможный компромисс внутри власти, власть, которая неоднородна. Но еще вам скажу интересные вещи, просто я так понимаю, что вы не пристально анализируете, понятно, события в Украине, это объяснимо, вы как бы не украинец, но ситуация еще и в том, что то же самое министерство под руководством того же самого человека, значит, сейчас редактирует закон о коллаборационизме, о переходном правосудии он называется, да? Откуда, это просто интервью самого господина Резникова, откуда он гордится тем, что уберут понятие коллаборант вообще. Это первое, это без деталей, но говорят, что значит, то есть там вообще все другое, чем раньше было в этом законе. Юристы, которые разрабатывали, они в ужасе. Но я детали просто не знаю. И самое главное еще, он объявил, что, значит, это вообще для нас было шоком, что оккупанты, ну, население, которое приехало в Крым за период оккупации, может там оставаться. И после того, как Крым станет украинским. Привет, мы приезжаем в Крым с Гульсум, а нас там уже 0,5%, да, по сравнению с тем, что было 15%, да, то есть они приехали и остались. Я ему как бы вот открыто писал, говорил, что это просто и иностранные люди не понимают, они говорят, это нарушение всех международных конвенций об оккупации. Что они пишут, что они говорят. Но если это не сдача национальных интересов Украины, ну, в моем понимании, тогда у меня просто тогда, значит, разрыв логики у меня какой-то в голове. Может, я чего-то не понимаю, может, действительно так принято во всем мире приглашать оккупантов оставаться на оккупированных территориях. Ну, не знаю. Ну, знаете, раз вы такой замечательный украинец, а не украинцам и нечего здесь разговаривать, нет, то давайте... Вы меня не поняли, Андрей Андреевич. Вы меня не... Я же не упрек. Я говорю... Андрей Пянковский меня не понял просто. Андрей Андреевич, вы совсем не поняли. Я просто сказал, что вы не украинцы, вы не обязаны за этим наблюдать внимательно. Поэтому я надеюсь, что наши редакторы с вами свяжутся и объяснят, что я никоим образом не хотел сказать, что вы не можете что-то говорить. Наоборот, нам интересно ваше мнение из-за океана, тем более вы в Америке живете. Это совсем было не про то. Вот. Ну, бывает, ничего страшного, бывают и такие казусы. Да, мы в любом случае свяжемся с ними, и наши гостевые редактора попробуют связать. Дуже дякуємо в любом случае. Чох сагулнас, Андрей Андреевич. Ну что ж, Айдер, нам, наверное, уже нужно прощаться, потому что нас ждет информационная программа «Заман», которая вот уже готова рассказать вам об основных новостях сегодняшнего дня. Далее мы продолжим в этой студии наш марафон «Коршкенч».
Адміністративну справу проти Ірфана Бекірова припинено. Окупаційний Білогірський райсуд Криму вирішив більше не розбиратися з громадянським журналістом, бо сплили терміни давності в розслідуванні. Ірфана Бекірова затримали 3 листопада минулого року на мітингу біля стін окупаційного Кримського військового гарнізонного суду. Там він серед інших кримсько-татарських активістів протестував проти незаконного вироку бранцям з красногвардійської групи. Самому ж Ірфану Бекірову закидали невиконання вимог силовиків в надзвичайній ситуації, пов'язаної з карантинними обмеженнями, викликаними епідемією COVID-19. Правозахисники називають такі справи переслідуваннями за незгоду з окупацією, а громадянський журналіст наголосив, що й далі підтримуватиме політичних в'язнів. Сторона защиты считает, что это является непосредственно давлением на активную прослойку людей, давлением на людей, которые всегда готовы прийти на помощь к нуждающимся и проявляют активную позицию в отношении несправедливости, которая творится сегодняшний день в Крыму. В тот день, когда меня задержали, 3 ноября 2020 года, я пришел также поддержать своих братьев, своих близких. И я не намереваюсь остановиться на этом, я намереваюсь дальше ходить и поддерживать своих близких, своих братьев, своих соотечественников в их трудный час. Жодної води окупантам. Україна укріпить дамбу, яка не пускає Дніпровську воду в окупацію, кажуть в представництві президента в Криму. Йдеться про греблю на Північно-Кримському каналі, яку звели на Херсонщині в 2017 році. Нова стаціонарна конструкція потребує доопрацювання, зазначають у відомстві. Гребля унеможливила потрапляння води до окупованого Криму Північно-Кримським каналом і до того ж збільшила сільськогосподарські площі на Херсонщині. Позиція представництва і управління каналу однозначна. Ніякої води в Крим до деокупації. Є певні питання, які стосуються потреб укріплення споруд, що не допускають Дніпровську воду до тимчасово окупованого Криму, а також меліорації південних районів Херсонщини. Реакція окупантів на зміцнення дамби Північно-Кримського каналу не змусила себе чекати. Окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що півострів отримує стійке водопостачання без участі України. Однак забезпечення загарбаної території водою виявилось досить дорогим заходом для окупантів. З російського бюджету вже виділили мільярди рублів на буріння свердловин та перекидання води до спорожнілих водосховищ. Зокрема, Російська Федерація до 2024 року виділить ще 48 мільярдів рублів на опріснення морської води. Хоча для цього необхідні західні технології, які Росія не може утримувати через санкції, а у самій РФ недостатньо досвіду у цій галузі. Тим часом мешканці багатьох міст окупованого Криму отримують воду за графіком, а у кранах вона тече брудна. Нагадаємо, що Росія як держава-окупант згідно міжнародного гуманітарного права відповідає за все, що відбувається на тимчасово окупованій території Криму, в тому числі і за забезпечення людей питною водою. Альберт Кангієв, який з 2019 року обіймав посаду голови окупаційного комітету Криму у справах міжнаціональних відносин, пішов у відставку. До окупації Криму Альберт Кангієв обіймав посаду мера Білогірська. У березні 2014 року був одним з тих, хто не визнав так званого референдуму. Але у 2019 році очолив виборчий штаб партії «Єдиної Росії» у Білогірську на незаконних російських виборах депутатів так званого Кримського парламенту і місцевих рад. Саме Кангієва окупаційна влада півострова відправила на переговори до ветеранів Кримсько-татарського національного руху влітку 2020 року, коли вони вимагали зустрічі із Аксьоновим після чергових затримань кримських татар. Окупаційний очільник Криму Сергій Аксьонов вже повідомив, що Кангієв продовжить роботу в окупаційних органах влади, а його місце займе нинішній так званий заступник голови адміністрації Первомайського району Айдер Тіпа. У Криму за останню добу зафіксували 204 випадки COVID-19. 11 людей померли внаслідок хвороби. Принаймні такі дані надає окупаційна влада Криму.
Окупаційний голова Комітету по народній дипломатії і міжнаціональних відносин так званої Держради Криму Юрій Гемпель заявив, що в березні до окупованого Криму начебто приїде перша група іноземців, які нібито хочуть отримати щеплення російським фальсифікатом «Спутнік-Ві». Як відомо, так званою вакциною від коронавірусу у Криму почали прививати з 18 січня. За даними окупантів, майже 30 тисяч людей вже зробили щеплення неперевіреною вакциною. Мирна хода, яка вилилася в криваву бійню. 7 років тому тисячі активістів Євромайдану колоною пішли до стін Верховної Ради вимагати скорочення диктаторських повноважень тодішнього президента Віктора Януковича. Але протестувальникам не дали й наблизитися до будівлі парламенту. Беркут та тітушки перекривали дороги урядового кварталу. Міліціянти відкривали вогонь з помпових рушниць та закидували людей гранатами. Щоб евакуювати поранених, було укладено перемир'я. Але Беркут і найманці вишукували протестувальників у провулках і нападали. Не забарилися з реакцією і тодішня влада. В Києві ввели режим антитерористичної операції. Вперше в історії заблокували метро, знеструмили середмістя та перекрили всі дороги. Все для того, щоб Майдан не отримав підкріплення. Тоді ж силовики пішли в наступ, намагаючись відтіснити протестувальників. Вони ж і підпалили будинок профспілок, щоб викорити звідти людей. Вмотивовані на вбивство силовики та тітушки в незліченій кількості атакують. На людей суне бронетехніка з відкритими кулеметами. У відповідь летять коктейлі Молотова та все, що трапиться під руку. Тоді, 18 лютого, загинуло 80 людей. Ще більше 600 були поранені. Шоковані спротивом приречених на смерть протестувальників, силовики почали відступати. А в наступні дні вже били снайпери. Қайырлы ақшамлар, атыр эфирінде Сейфатыр марафоны девам ете. Бұл марафон черчевесінде Атыр телеканалы рас келген проблемалар аққанда лаф етеміз ве асылда Қырымда, Дүнияда, Украинада олып кечкен вақиялар аққында музакире кечірежеміз. Меслектешім Гүлсім Халилова еле 2 саат 20-ге қадар Киев вақтылы бұл студияда Қырым татар тілінде яйынларымызны алып баражамыз. Оның үшін біз еле олыңыз айырылмаңыз. Сейфатыр марафонын черчевесінде сайғылы достар, біз бір чоқ мирақлы ветазе хаберлеріні музакире етер екенде, сізде біздің яйынымызға қошыла білесіңіз. Экранларыңызға режиссерларымыз телефон номераларына тақдим етежек. Бедава шекелде Вайбер вастасыйле, Скайп вастасыйле студиямызға телефон açmaға суалеріңізні, фікірлеріңізні, веғайлеріңізні сеслендірмеге имканыңыз бар, бұйырыңыз, сіздің сесіңіз бұзлер үшін
Pek mühim. Biz ise şimdi yayınımızga kurultay delegesi Cemaat Erbabı Edem Ağa Dudakov'na bağlamağa hazırmız. O bizle canlı bağda. Edem Ağa, selam aleyküm. Aleyküm selam. Edem Ağa, selam aleyküm. Bugün aslında sizden endi bu Хан Saray restavratsiyasi mutihası olarak laf etmege isteyik. Çünkü endi birkaç yıldan beri siz bu mevzunu takip etesiniz. Bu restavratsion işler nasıl o'tkazildi, hepsini debek inceliklerini bilesiniz ve Tunev'in peyda olgan haberge ko'ra Хан Saray'nın ikinci basamak restavratsiyasi başlanmakta ve bu işgalciler yangi bir şirketlerini getirgenler. Ular da birisi Moskvadan, birisi Kazandan. Sizcesine qaydan bu şirketler keldi, ularni nasıl seçtiler, ularning tecrübesi var mı? Aslında böyle restavratsiya işlerini geçirmek için. Önceden aytmaya isteyeyim, böyle profesyonel şirketler Kırım'a kirmeye korkaylar. Çünkü sanksiya meseleleri var. O sebepten böyle o nasıl aytayım, bir çoğunluk bu firmalarda gelir. Çoğu anlatmaya mümkün değil. Mesela için, bana bu AM Stroy degen şirket ortalama çalışan insan 16 kişi. Demek yıl boyunca 5 kişi çalışkan olurdu, 30 kişi de var idi, ortalama 16 kişi. Ustavnoy kapital degen şey var, 10.000 рублей, yani 150 dolar. Основной вид деятельности дегенде торговля оптовая не специализированная. Bu birincisi. İkincisi Stroymir rekonstruksiya. 15. sene peyda oldu. Onun da 10.000 ruble ustavnoy kapital ve 10 kişi ortalama yılda cedvel boyunca çalışıyor. Bilesiniz mi? Anda lisenziya degen şey Rusya'da yok. Anda SRO var. Öyle bir şahsi teşkilatlar, onda kireysen ve para toleysen. Onun için bu teşkilatlar isteler, ne kadar çok girseler onların şirketine, öyle firmalar, o kadar çok olan kazanıyor. Onu devlet kontrol etmiyor. Eti ama bu biraz çetin kontrol ediyor. Onun için para versen, nasıl desen lisenziya sana verir. Yo, biz bilemiz ki demaga bu şirketlerini tender esasında seçip aldılar. Tenderde demek tecrübesini bakarlar aslında bir şeyler yapmaga bilemiz. Çünkü bu rekonstruksiya işleri, restavratsiya işleri demek biz bilgenimizge göre bu AM Stroy şirketi, bu Moskvada olgan şirket, ular bala bakçaları için böyle bir meydançıklar kurganlar ve bir qoralar kurganlar. Demek bu ularının kuruculuk tecrübesi, demek böyle şirketke nasıl etip Хан Saray restavratsiyasına demek buyuralar. Umumen alganda bizim anlaganımızga göre bu restavratsion işleri yapması gerek olgan şirketler, yani bu bizim kadimi tarihimiz ile bağlı çok mühim böyle spesifik şeylerini bilmeli, anlamalı ve men yanlışmasam bu gibi işte mütehassıslar ve ilah bu Türkiye'de misal olarak baraya ve ilah, yani bu gibi devletlerde bunlara işanç var mı aslında? İşanç yok. İşanç yok. Biz yapan işlerini koruyamayız. Büyük Han çermesinde. İşanç yok. Ben aytayım bunlar için. Nasıl edeyim? Yaxşı şirketler gelmeydi. Tenderden korkaylar. Çünkü cedvele düşerler. Da demek sanksiyaya düşecekler. Kendileri yapkanda mesela için kişi degen şehirde bu ağaçtan yapılgan ağaç mimarlığı degen bir kilseni anda onlar tapaylar yaxşı şirketler. Onda işte olmayacak aslı restavrasyonu yapacak şirketlerge uçamagan bir şirketler gelip bu restovrasyon işlerini yapacak iken. Bu ne demek? O kadar iktibar verilir. Bu bizim milli mirasımızda. Demek sizge bu da geçer. Bu nasıl diyeyim? Şimdi Han Saray'ın içinde bir tane spesyalist kalmadı. Satıcılar, yuristler, ahrannikler,
Aslında bu Han Sarayı parçalamaya adam yok. Onun için böyle şirketler gelebilir. Kendileri negosiyetiler, belki para da verirler bu işleri layık değil. Ben bilmiyorum bu şeyleri. Lakin ona pek okşay. Çünkü yazıklar olsun. Eğer bu teşkilatlar yapacak olsalar, yakında Svoboda diye de laf ettim. Eğer Ukrayna UNESCO'ya çıkıp ve tez bu işleri toktamasa Han Sarayımızı joyar. Ya buna şunu soracak idim. Ne kadar bunların yapkan bu işleri, sözde restovrasyon işleri hakikaten Han Sarayı'nın autentliğini, yani bu kadimiliğini joydura. 100% öldürer desen olacak. Bakınız piramit değişildi. Şimdi bu piramit, bu büyük Han Camii'nin piramidi milli miras diye tanılacak mı UNESCO'nun? Evet de tanınmayacak. Bugün piramit şöyle. Şimdi nasıl olacak? Başka restorasyon işleri onu da bilmiyor. Bütün yeri beton koydular. Bana bunu yana bir bina yaptılar. Bu Selski Klub degen şey var, onu uşattım. Ama bakınız, kendi kiliselerini yapkanda bütün Rusya'da gerekli ağaçları kıtırıyor. Bu gerekli ağaçları kurutup, yıllarca kurutup, son gelip onun restorasyon işlerini alıyor. Ondan ne yapması, ne yapaylar, anlamaya şerimiz yok. Ne olacağını da bilmiyor. Yani çünkü bu proses endi kaytarmağa mümkün değil mi onların bu yapkanlarına? Rusça degende этот процесс необратим уже? Çok yerlerini neobratim de oldu. Çünkü mesela için bu beton koygan yerlerini indi değiştirmez. Evet, yanından çatılarını düşürür, yanından yapmak mümkün. Lakin bu kaligraf yazmalarımız akıp gitti çoksu. Bunu yanından yapmak gerek olacak. Ve yanından yapılan şey, nasıl айтayım sizge, restorasyonda ne kadar yanı materyallerin tesiri olsa o kadar yaxşı. Ne kadar az olsa, ne kadar eski materyal kalsa. Bana şimdi bu kalüşi korpus değiller. Duvarlarını çöt tarafından şpaklovka yapaylar. Anlamayan insan bir yapaylar. Ama anlayan insan bana bu duvarların evvelki nasıl şuvak ve kireçlerin slamak. Başka şey yok idi. Toban görünürdü bazı yerler. Ama bana bu milli miras diye kalmıyor. Bu yanı zamanlavi materyallerini şpaklovka etmesi ne demektir? Bu UNESCO elbette gelse, bunların ekspertleri gelse elbette şaşırtılacak. Çünkü 11. sene bunları koruk gitti. O vakit prezisyonel proyekt yapılgan idi. Ve niyetimiz büyük idi. Peki bu işte halkara mirası diye tanınacaktı. Ama şimdiki zaman ne olacak? Öyle firmalar nasıl yapacaklar bilmiyorum. Aslı Han Sarayı forçalamaya Kırım'da ne bir şirket var, ne bir teşkilat var, ne bir общественный organizasyonlar var. Yani doğru mu anlayayım? Edemağayın doğru mu anlayayım? İşte bularının yapkan bu restorasyon işleri ve ilahri Han Sarayı'nın UNESCO'ya kirmesine keder olacak. Yani endi onlar bu yolunu kapatabilir bu sözde restorasyon işler. Evet, evet. Bu şeylerge, bu şeyler yürekmiş yana. Yaxşı da bana şimdi Ukrayna 6 yıl geçen son Ukrayna devlet milli mirası diye tanındı. İndi biz kaç yıl buna aittik? Kaç yıl? Eğer Ukrayna böyle çalışacak olsa ben bilmem, ben anlamayayım. Çok şeyleri Ukrayna'da ne oldu? Böyle bir bu Lenin'in aytkan şeyi şak вперед, два шага назад degen şeyler var. Aynı onu uşatıp gittiler. Şaşaysın.
Бізде шашамыз. Çünkü Асылда бұл ATR шirketler депозитте- nasıl seçildi gerçekten de anlap olmayın. Başlagan edim, son başka bir sualiga keçip gittik de. Çünkü bu tender en yaxşı yapabilgen şirketler seçilmek gerek. Tenderde demek tecrübesiz şirketlerini demek böyle işlerge celp etiler. Nasıl oldu ya da bir atkatlar verirlerdi ve böyle bu işlerge aldılar onları. Откатлар bu kıyın mesele. Buna bir доказательство деген bir şey olmaktır. Ben bilesem kelgen şirketlerde tamam bunlara uşağın söylerim. Yaxşı şirketler, restovrasyon, büyük restovrasyon yapan şirketler Kırımga, Krimege korkar. İkinciden de gene de kaytarıp aytayım. Eğer bir yerde bir mimar tekil, misal için Peterburg'da Oz mimarı, Akşaray'da Oz, İstanbul'da misal için Okşahan mimar. Kelip Peterburg'dan ya da Moskova'dan anda restovrasyon işlerini yapmak bu doğru değil. Çünkü onlar bizim mimarımızı bilmiyor. Kazandan da gelip çalışmak doğru gelmiyor. Mimarlarımız ayrı. Birbirimizi uşamayız. Tamam müzikamız gibi. Kazanların müzikası uzun, bizim başka müzikamız. Ama bak nasıl ne olup çıkıyor. Bunda da tamam öyle bir şey olur. Gene gelecekler, gene bu ortada hani 16 kişi var bir deneyse 10 kişi başlasına bunun rehberini alıp bırakırsan injinerlerini alıp bırakırsan 4 adam kalır. Demek ne yapacaklar? Gelecekler kırılmaz. Evvelkiler nasıl yaptılar? Bu tüm gastrobayterleri yığıştırıp o Büyük Han caminin çatısını yaptılar. Gastrobayter içinde Büyük Han caminin üstünde rakı içkenlerinin fotoları var. Bunu muftiyat'a göster. Bunları toktatacak adam yok. Çünkü ne devletin böyle bir isteği var, ne yerli hakimiyetin isteği var, ne bizim içimizden bir yolbaşçılık yapan insanlar buna bir kol tutayım degen insan yok. Edem ağa, şunu soramağa isteyim. Sizin fikrinizce bu işgalcilerin Hansaray ile bağlı yapkan hareketlerinin esas sebebi neden ibaret? Çünkü biz şimdi bu inceliklerini laf etemiz, biz öz ara anlayımız, ve halk anlay. Başkası mına gelir Bahçesaray'a bakar, koyar, o der ki, baksa bu işgalciler işte Hansaray'ın restavrasiyası ne uğraşa, böyle yapa, şunu yapa. Esas maksat sizin fikrinizce neden ibaret olarda? Aslında anlap olmayın doğrusu aytganda. Ben bilesem hakimiyet yenilmedi. Bunlar için bu böyle bir siyaset var. Kim yapsa yapsın. İçimizde de yazıklar olsun, içimizde de anlamayanlar çok. Gelip bunun şartısına bakıp bu İspanya'dan getirme kiremeti bakıp Baynar Dülber yapan söyleri de var. Yarın bu pencerelerini çıkarıp plastik koysalar da ona da halil olan söyler. Tabii duracak tepede. Dülber. Yel Bu taraftan geçirmeyecek. bakalım. Biz insanları değil, Han Sarayı'da çalışkan bizim halktan bunu yaxşı değil. Bunu yaxşı değil. Yapan Zaten işleri yaxşı. Hansaray'da Ali'da çalışmalarının sebebi bu olabilir, Edem ağa. Konuşmak gerek, evet de bu olabilir. Ama biz böyle ATR'le bağlanıp yakında Svoboda bağlandı beni. Bu şeyleri ayıttım. Evet de dünyada bildirmek gerek bu şeyleri de. Nasıl bu devleti bizim Han Sarayı'nın işte bu yapan işlerini toktatmak gerek. Edem ağa, mına bu restavrasiyanın birinci kısmı endi yekünlendi. Han Sarayı'nın korunuşı nasıl dengişti, neler yaptılar? Çünkü bilemiz ki bu birinci basamağını yapkanı vakit böyle bir büyük navesler tiklemek için, böyle bir temeller koymak için fundamentler, tonnalar, betonlar toktular. Tesir etti mi Han Saray divarlarına? Birincisi, navesin o kadar probleması yok. Olmazdı eğer kazma işlerini doğru yapsalar. Eğer dibine ne olğanı
beton koymazdan evvel dibini bakıp bütün arkeolojik kazmalarını yapıp son koymazsalar o başka. Lakin dibinde boruları ezecek olsa demek bu problem. Ama şatı tepesinde elbette koymak gerek. Şatı ne demek? Üstünden kapatıyla. Bunlar su girmesin demek. Bana Büyük Han Camii şatı yapmadılar. Bir plonkaya üstüne kapattılar. Şimdi bakınız Gun doğu tarafındaki galeriye uçum çatlak. Gun doğu taraftaki minaret çatlağı var idi. Şimdi daha beter oldu çatlak. Problemler bu. Bundan başka şatsı ayrı bu milli miras diye tanılıp olmaz. Çünkü onda bir türlü eskice yapılgan materyal kalmadı. Şimdi bakayım mesela için bu Ömer kaligrafik yazmalar. Evvelki boyalar ahı gitti çoksu. Evet de biz yanında yaparız. Ana bunu birkaç kere ayıttım gene kaytarıp ayıttım. Bir kimse Jaconda'yı alıp suya kaldırıp onu yuvup yanından kraskaları tapıp yanı yapmayın. Çünkü Jaconda evvelki yazılgan Jaconda bu milli miras, bu İtalya'nın milli mirası ve İtalya'nın tek değil, bütün dünyanın milli mirası. Bana bu milli miras diye yapar. O vakitteki ustaların kozları, o vakitteki insanların teknikasını bildirmek, yani okşatıp yapmak değil. Bunu anlamak gerek. Yanı yapmak mümkün bana bize 6. mikrofona yanı Hansara yapar. Lakin okşar pek. Ucuzca da belki milli çıkarıyor. miras olmaz. Milli miras olmaz. Milli miras dedelerimizden kalkan şey. Bu şartısına ne kaldı dedelerimizden? Bir şey kalmadı. Boya koyulacak bu Ömer'in yazmalarına. Yarın ben torunlarımla geleceğim bu şatıya gösterip bu bizim milli mirasımız için. Ya bu torunum aytacak. Dedi ya bu keramet İspanya'dan gelgen keramet. O nasıl bizim milli mirasımız oldu. Ya bunun balkaları evvelden Emen dereginden yapılan balkalar şimdi kleylemiş sastavlı balkalardan yapılmış. Bu bizim milli miras. Evvelden böyle çalışkanlar. Ya bunun duvarları evvelden böyle şpaklovka oldu. Demek ne kalıyor? Şaşılacak şeyler kalıyor. Этабагатда бір хабар бар, оны сізден лаф етмеге істейміз. Бүгін сізді көрген ешіткендірсіңіз. Демек, Қырымның işgalci reisi Aksyonov Goskомнадз reisi Альберт Кангеевны onun istegi ile işten boşattı. Siz aslında bu haberini nasıl kabul ettiniz? Aslında bu haber değil. Ne aytayım sizge? Aksyonov aslında böyle çalışıyor. Bana Simferopol'ün var. Şimdi 7 yılın içinde 6.'sı. O öyle yengil çalışmak. Ne olsa birisinin üstüne yukarı işten çıkarıyor. Ama bunlar ne saytayım? Bunlar gelgende bilmek gerekir. Böyle biteceğini. Çünkü onlar birisine gerek. Uları bana bir şimdi pek medyada çıkan bir eski meclis azası var. Medya zvezda olup kaldı. Alayık onu. Ha? İşte bu kadar halkın içinde o kadar problemler oldu. Presle el uzattı mı? Yok. Onlar da bakayla. Bunun halk arasında bu işte Kırım Tatarları Ruslar taraf çevreye gidip bir kolunda bir şey var mı yok mu diye. Bakay görelim bir şey yok. Bir iki dene
işte böyle hükümet чиновникlerin arasında ihtibarı var. Halkın içinde ihtibar yok. Alıyla, alıp taşlayla, başkasını koyuyorlar. Peki bu indi yapar öyle bir şeyler de bu halk varıp Avrupa'ya yazmaz, OBS'ye varmaz ve ayıtır. Vay canım kuzum Putin siz gelin son pek yakşı oldu diye. Peki bu ne derdi? Bunu da koyuyorlar, bunun işinden de bir şey çıkmayı. Şimdi bana tam bir denesi düşecek. Yazıklar olsun ben o adamlara diyeyim. Çünkü bana ben sizge ettim. Bu yani kelge en çok çalışsa 2 yıl. 2 yıldan sonra bu da alıp bırakılacak. Çipa'yı Başkasını kırtırıyor. Bu ne? Çipa yanlış anlamasın. Aksionov Sergey. dedi de demek Kangiyev o'z isteginin ariza yazıp ketesiz. İnanasız mı? O'z isteginin yazamı ya da bir şeyler becermedi de kotne bir tepmeyendi. Ne diyeyim yalan da. Çünkü ben bilmiyorum. Ama bana bunun kararını okudum. İşte bu постановлениясını okudum. Ona göre çağırıp boşalt degendirler. Benimcesi. Ve böyle işgalcilerin işbirlik yapkanlar demek bararlar ki bu işgalciler hükümetini men demek halktan baram, halk için bir şeyler yapacağım ve bir umutla bararlar yapmağa isteyeyim de onların demek tenkit etkende onlar deyirler ki yo biz barayık çalışmak gerek, yapmak gerek diye bir motivasiya uydurarlar. Çünkü bir evler anda olmak gerek, bir şeyler yapmak gerek deyip. Bana bir yıldan ziyade Albert Kangiyev bu vazifede oldu. Bir pozitif şeyler halk için yaptı mı? Hatıranızda kaldı mı? Evet de böyle işte çalışıp priyomlara gelirken bir iki insana kim yardımı geldi. Ben bir şey etmeyi istemiyorum. Ama umumen halka bir türlü faydası yok. Bana şimdi de bir denemeçli sazası hepsini toplamaya istiyor. Nablюдательный совет yapmaya istiyor. İşte o da yürüyor. Ya sen bu kreslolarda oturganda yazdım. Sen o kreslolarda oturganda bir tane mahkemeye girdin mi? Sen o kreslolarda oturganda bir tanesini bu hapishaneye oturganların korantalarına el uzattın mı? Niye? Sebepten biz senin etrafında birleşeceğiz. Ne var? Eğer birleşeye gidelim, bir esas mesele var. Evvelden devlet kurmak derdik. Avtonomiya kurmak. Ondan evvel Kırım'a kayıtmak. Ya şimdi niye? Alıp senin kodunu yanı kreslaka oturtmak mı? Eğer öyle olsa gerekiniz yok. Onu varıp onda kendi kendinizi hazır etmeniz de andan çıkınız demezdi. Eğer çalışayık olsa millet yardımınız çiğmese anda ne varacağız siz? Ya kendi kendilerini aldatıp millete yardım edeceğim değil. Tamam. Bana Kangiyev'e de toplanıp bana bu 30 kişini 25 kişini hapishaneye alganda halk vardı. Ne yaptı? Dua okuyanda bir amin yaptı. Ama içinde ne var idi? Milleti duysundu mu? Ya içinde bir anekdot yapıp aytıp amin yapıp koydu. Bunu biz bilmedik. Aytmadı ki. Çıkıp Aksionovka. Öyle olmaz. Bu insanların evlerine ne bir tüfek tapıldı, ne bir piston tapıldı, ne bir patron tapıldı. Sebepten onları alın istemedim. Bana varıp bu adamların içine indi bir şey tapmayıp hiç olmadı kitapları çıksın diye girerler, bırakırlar kitabı, sonra diyorlar bana biz taptık. Yapan işleri bu. Bunları videodan aytıydı. Analara aytıydı. Babalara aytıydı. Dualar okup aytıydı. Bir denesi gelip ayıttı mı? Bana bu şimdi toplayan insanı da Remzi'ye aytmayız.
bir denesine girip evde tanıştın mı? Ne oldu? Ya kimi toplaysın? Kimi yanına toplaysın? Kimi toplanacak? Gene bu eski tas etrafa bu nelerde devlet işinden çıkan insanları kendi yanına toplar da bunu millet topladı. Bütün grupları toplayın. Elbette içinde bir iki harflarımız var. Bunlar da belirler, bunlar bir şey yapacak. Yazıklar olsun ama bir şey yapmayacak. Bir şey olmayacak. Divan yapsınlar, şura yapsınlar, ne yapsa yapsın. Birinci değil. Kimi düşünüyorsun? Bizge az mı teklifler oldu? 15. 14. seneleri. Niçin biz varmadık? Ve asılda mana Альберт Кангиев'не de bitireyik de Aksionov'un sözlerine göre yanı yolbaşı olarak Ayder tipi olacakken bu insandan ne beklemek gerek? Ve asılda umutlar var mı? Çokka dayanacak mı? Ya belki siz tanıysınız. Kim bu aslında? Evvelden tanırdım tipalardan Doğma Uskutlu. Bu birinci kolhoz bu Sarıbaş'ta. Sarıbaş'ta birinci kolhoz babaları açtı. Kendisini de yaxşı bileyim. Böyle akıllı insan, agronom. İşte bunlar gelen son varıp işte bu rayonun administrasyonunun muayene olup çalıştı. Birkaç kere konuştuk. Ben o vakit ettim. Taht ol diyeniydim. Hiç olmadı siyasetke çok girişmeye diyeniydim buna. Çok girişmezdi. Doğrusu diye çekte durur diye. İşte çalışır diye. O böyle kışlak hocalık, koy hocalık işlerini al var. Şimdi bunda geçeyim. Gerekmiyorlar. Eğer korsen böyle gerekir. Haydi çalışkan yerinde kal. Çünkü bunda gelse 2 yıldan çok çalışmasın. Ama işçin boşaldıktan son iş taparsın peki. Ama bir saatte bir işler değil. Başka iş öyle olmaz. Çalışkan yerine bu koy hocalık işleri bak sizin rayonunuzda pek çok halkımızda böyle koy hocalıkla uğraşan insanlar, mal bakan insanlar, firmaları var. Bunlara yardımın ise buna 100 kere şükür gerek, buna 100 kere sağ ol. Ama şimdiki bu siyasetke geçecek olsa ne der mi? Bunu son yumaya ellerini, kirli ellerini olmasın, halk iş almaz. Ve bu strukturаны demek Goskommnatsyny hatırlasak, bilemiz ki başta surgun olungan halklar böyle bir ibaresi kullanılaydı. Bu IOFA fixler ularının teklifleri esasında bu ibareni asılda sildiler. Demek endi kaldı Milletler Ara Komiteti. Demek endi surgun olungan halklar Kırım'da yok mu? Uların koyunca yok. Hem de o komitetin balaban bölümü Kazaklar. Kazakların problemi. Evvelden iken Kırım'da Kazaklar var. Biz onu bilmedik. Dedelerimiz bilmedik, ne bildik. Kazakları bakayım. Onların programması tamam bir yalan olmasa bir 40% paralarını alıyorlar. Onların içinde formaları, onların içinde atları, bu yürümeleri olarak belki Ruski yazıktaki şeylerge para gitti. Kalan parayı yine böyleler. O kalan parasının yarısı Kırım Tatar kitaplarını çıkarmak ve Yanı Dünya Gazet, bu Yıldız jurnallarını çıkarmak ve kalanı Bulgarya, Armenya, evvelden onlar 10% alır. Şimdi onlar 30% alıyor. Onların
bayramlarına gitti, onların kitaplarına gitti. Айтmayı unuttum. Bize giden paraya yılda bir kere Bahçesaray'da Hıdırles yapaylar. O Elbrusları çağırıyorlar ondan. Kayfuyu diye sonra bizim evde işliyor. İşte onu Hıdırles yapıyor. Hıdırles'e kayfuyu yapayım. Onu da selfie yapıp şaşaysın. Doğrusu aytkanda canım içimde sıkmayın. O müzikayı işitsin. Sağ olun Sedem ağa. Çok sağ olun. Bizle bağlanğanınız, biraz güldürgeniniz için büyükten teşekkürler. Edem Dudakov. Yürek ahırı, yürek. Bütün kuley. Ağırdan kulemiz. Çok sağ olun Sedem ağa. Kurultay delegesi Cemaat Erbabı bizle canlı bağdaydı. Men ise böyle nevbeteki haberge geçmezden evvel küçük böyle bir ilan deyim yapmağa isteyim. Bugün malum olğanı ki bu Kırım Tatar Milli Hareketi'nin veteranı meşhur Şefika abla konsulunun doğan günü eken bugün o ende 84 yaşını doldurdu. O sebepten biz Şefika Hanım'a men şahsen Şevket adına bütün ATR telekanalının çalışanları adına, hadimleri adına onu can yürekten doğan günü ile hayırlayımız, sağlık, selametlik dileyimiz ve böyle benim düşünceme göre Şefika Hanım'ın da böyle isteklerinden mühim olan istekleri sırasında bu serbest, müstakil, nihayet Kırım Tatar böyle devletçiliğini görmek ve onda yaşamak, böyle sakince yaşamak degen böyle bir istegi hayali vardır ve men ona bu hayalinin, bu istekinin, bu arzunun beraberlikte gerçekleşmesini ve bütün Kırım Tatar halkının nihayet böyle serbest barışık içerisinde bulungan Kırım'da toplaşmağa ve Kırım'ın mükemmel kok bayrağı, Kırım Tatar halkının mükemmel kok bayrağı altında, dülber mavi kok yüzü altında toplaşmağa ve bu günlerini karşılamağa dileyim. Can yürekten Şefika Hanım doğan gününüz hayırlı olsun. Men de hayırlılарға қосылам. Гүлсім пек çok şey айтты. Onun için onun hayırlыларına қосылам. Gerçekten de Şefika Hanım'na Facebook sayfasında baksan kommentатор çıkargan edi. Kırım Tatar Milli Hareketi'nin bulbulü dep adlandıralar. Şefika Hanım'na gerçekten de böyle bir güzel sesi var. Anlığanıma göre bu Milli Hareket'te vatandaşlarımızın harekette olgan insanlarının ruhuna көтереді böyle yırların. Onun için daima yırlan, daima bizlerini kuvandırın. Akrabanızını, bala çağa, torunlarınızını ve daima da çok yıllar yaşap serbest vatanımızda yaşamakına kısmet etsin. Nevbeteki haberge geçer ekende ise şunu kaydetmege gerek ki saygılı dostlar. Bugün sabah Kırım Tatar Milli Meclis azası Emine Avamileva işgalciler tarafından böyle Rusça degende yani Oğuz'un Facebook sayfasında böyle kavычkalar içerisinde pismo счастья dep yazdı. Böyle предостережение degen kağıtını aldı. Onun esas içerliği yani hakkında aytacak olsak şahsen Emine Hanım da Oğuz'un Facebook sayfasında yazganına koyuyor. Цитата окуем, да sonra sorarıq. Предостережение о недопустимости нарушения законодательства, противодействия экстремистской деятельности, законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, вручен деген böyle bir işte предостережение ona yollaganlar. Kiev Ahmetjit'nin işgalci Kiev rayon mahkemesinin böyle prokuraturasının hadimi bergen bu kağıtını Emine Hanım Avamilyevaga o bizle şimdi canlı bağda men yanlışmasam. Alo. Да, selam aleyküm. Hayırlı akşamlar. Emine Hanım, bilemiz ki yıldan sizge böyle bir предостережениялар tenbiyeli vesikalarını vermege devam etirler. Sayısını şimdilik bilesiniz mi? Kaç tane böyle indi vesika topladınız? Kolleksiya kurasınızdır belki. Şimdi devamlı aytmağa isteyeyim. Şefika Hanım konsulun bugün sabah erke laf ettik, konuştuk. Şefika Hanım çok memnun. Bugünkü günde pek çok insanlar Şefika Hanım'la doğan gününden hayırlaylar. Ve aytmağa isteyeyim Şefika Hanım can yürekten böyle samimi, açık yürekten atergi insandır. Daima ne vakit gelsek, ne vakit konuşsak ayta.
күні Алланы күні haberlerin baktım, atıyazın bütün haberlerin bakar ve sizge açık yürekten böyle yürek ve kol tutumun sizge selamlar edeceğim. Aleyküm selam, çok sağ olun. Aleyküm selam. Endi cevabınızga, sualingizga cevabını vereyim. Evet, men bugün geldim, daha açıp bakmadım. Bu galiba endi 10. ya da 11. предостережение. 2014 senesinden onu hatırlasam, endi çok büyük kolleksiyam oldu bu предостереженияларга. Предостережение başından mağa verildi Kırım prokuraturasından, ondan sonra şehir prokuraturasından. Ama bugün mağa geldi предостережение Киев район prokuraturası Ahmetçikşehir'in rayonundan geldi. Sabahtan telefon açıldı ve mağa haber ayttılar. Men biledim bu bak meni avukatlık işimden bağlı. Çünkü men yardım yapkan insanlarga prokuraturaga arizalar yazgan edim. Ama son konuşkandan son anladım bu başka sebepten bağlı. Son özüm anladım, özüm soradım. Dedim siz mağa предостережение belki vereceksiniz desem. Evet dep küldü siz nasıl aklınızga geldi dep böyle küldü prokuraturanın hadimi. Ve men bugün günüm mahkeme işinde bağlıydı. O için günün sonunda prokuratura hadimlerinden konuşup o mağa bu предостережениені koluma verdiler. Ama men предостережениені okugandan son soradım. Nasıl informasiya bu Kırım prokuraturasından ve Ahmetçikşehir'in prokuraturasından. Olar mağa ayttılar ki bu kapanık informasiya ve men anlattım ki men razı değilim. Bu предостережениені çünkü bu kanunsuzluk ve yazdım ki men onu aldım ama men ondan razı değilim deyip özüm nem gösterdim. Emine Hanım, neye bağlarsınız? Ne için aynen bu gün 18 fevral günü belki de yakınlarda bir şeylerden olar bir şeyge hazırlanarlar, bir şeylerden korkarlar. Neye bağlarsınız? Menimce olar elbette bilirler. Kırım Tatar halkları 23 fevral günü Numan Çelebiçhan günü hatıra günü deyip her daima biz bilgen günü bizim tarihimizde bu Numan Çelebiçhan hatıra günü. Ve ondan gayrı bu предостережениенің içinde onlar yazdılar. Сторонниками запрещенного в России Меджлис крымско-татарского народа ve da bu sefer koştular ООО «Крымская солидарность». Планируется проведение несанкционированных мероприятий, приуроченных ко дню гибели Нумана Челебиджихана и дню сопротивления оккупации Крыма деп yazdılar. Elbette olar men bilesem, olar da özleri yazdılar. Mına bu kişilerden korkalar. Şu sebebinen men bilesem tek mağa değil, başka böyle aktif şekilde çalışkan insanlarga böyle предостережениелер bugün olmasa yarın bir günü kollarına ellerini verebilirler menimce. Siz dediniz demek День сопротивления Крыма оккупация demek böyle формулировка еді Ruslar işgalciler bu demek böyle kun olganını tanıylar. Olar bu sözlerini aldılar kavычки. Гибели Нумана Челебиджихана и дню сопротивления оккупации Крыма это написано в кавычках. Çünkü men özüm sayfamda Facebook'ta bu dokumentni, bu evrakni fotolarını yerleştirdim. Endi herkes bilsin, herkes ko'rsin ve men bilesem bu nasıl diyeceğim mahkeme boyunca onu ne yapsam herkes ko'racak, bilecek. Böyle предостереженияларга, böyle tenbihli fesiqalarini şikayet etmek mümkün mü? Ya da onların bir tesiri var mı sizge? Misal olarak şimdi başka insanlarga getirilir. Siz aytasınız kolleksiyanda 10'dan yakın toplaştı. Başka bir davalar açılmasına bir sebepçi olabilir mi bu vesiqalar? Bakınız, elbette birkaç insanlar tırıştılar mahkeme boyunca bu предостережениелерин nasıl diyeyim? Nasıl? Şikayet etmeye. Şikayet etmeye tırıştılar. Ama elbette belgileniyor bu şikayetin sonu nasıl olacak? Onun için şu sebebinin elbette administrativni isk yazmaga mümkün.
bu şikayetlер, bu предостережение kanуnsuzluk deyip. Ama men bilesem vakit joyulacak. Çünkü ona sonuçta bilgileli. Evet bu предостережениенin sonunda onlar yazarlar. Bu предостережениеде yazılgan şeyler anlatılmagan olsa, и в случае неоднократного нарушения установленного порядка организации, bu митингler olsun, собраниелер olsun, demonstratsiyalar olsun, endi jinoiy kodeks olarak Rusya Federatsiyasının jinoiy уголовная ответственность предусмотрена deb onu anlatalar. Elbette. Ya buna siz adliyecisiz, yani siz bu inceliklerde daha çok anlay bilesiniz bu inceliklerini ve daha kolayca gelesizge. Ya buna misal olarak bu inceliklerini, hususiyetlerini bilmegen insanlarga böyle предостережение kelgeni vakit onlar ne yapmalı, ne tavsiye edersiniz? Не yapmalı? Elbette o'zin narazılığını göstermeye gerek. Вернее, то, что они не согласны. Diyeceğim, onlar elbette kaylı değiller bu предостережение içinde yazılgan şeylerge. Onu yazmağa gerek. Buna anda sonunda yazıla предостережение не объявлено деген grafasında yazacaklar. Ben bu предостережение'nin razı değilim. Ama ne konu algan eline onlarga seslendirgeni yazacaklar ve kollarını koyacaklar. No bir tala insanlar istemiyorlar arizalarını koymağa, то есть ellerini koymağa, то есть не хотят подписывать данный документ. Это их право. То есть в данной ситуации сотрудник полиции либо сотрудник прокуратуры, который объявляет и вручает это предостережение, он должен заактировать, что от подписи на данном предостережении отказался. А данное предостережение объявляет и вручает в присутствии понятых, как правило. Ve demek adam alsa bir tehlike yoktur. Bir kanunga zıt gelecek bir şeyler yapmasa demek alıp imza koyup koleksiya yapsa olacak. Olacak, o kadar. Evet. Ve Kırım'da anlığanma göre kimseler böyle bir kutlevi narazılıklar, aslında belki Noman Çelebijihan hatırasına böyle bir kutlevi tedbirler 26 fevral günü böyle bir hazırlıklar yoktur. Olmasa da işgalciler bir tenbihli sanki dersin onlarda bir malumat var iken. Evet. Evet, o kadar malumatları var ama men istegenimde bu malumatlarını Kırım prokuraturasında mınamda предостережение içinde yazılı ve Ahmet Çiçek'in prokuraturasında nasıl malumatlar sizde var mağa gösteriniz degende bugün konuşmamızda mağa bu прокуратураның хадими söyledi что это закрытая информация внутреннего характера. Meni bu informasiyaның tanış etmege onların akları yok demiş. O kadar. O kadar bu George Orwell'ın antiutopik devrinde yaşayımız ki hakikatinde biz sizni takip etemiz degen böyle bir şey yapmasanız da biz sizni takip etemiz degen böyle mesajlarını verirler. Evet, aynı böyle. Emine Hanım, daha bir sual vermege isterdim sizge. Siz bilesiniz bugün ATR telekanalının vaziyetini ve mında olup geçkenlerden biz endi 3 haftadan beri marafon etemiz, gösteremiz. Sizin şahsi fikirleriniz neden ibaret? Ne düşünüyorsunuz umumen alganda bu mesele etrafında? Menimce bugünkü günde ATR'ın vaziyeti çok ağır. Evet, o belgileni. Ama bunda yaşayan insanların çok böyle nasıl fikirleri. Bugünkü günde ATR bu Kırım'ın sesidir. Endi bu günlerde de şimdi ATR'ın böyle finans maddi tarafından kol tutmaganları böyle nasıl diyeyim ATR'ın işini kırganları menimce bu çok büyük hatadır. Çünkü şimdi o'zingiz bilesiz Kırım Tatar tilinde nasıl UN'de olgan programmalar başta kesildi. Ondan sonra Kırım Realiye Kırım Tatar tilinde kesildi. Şimdi endi ATR'de olmasa nasıl Kırım Tatarlık bağlanacak? Nasıl bütün dünyaya sesini verilecek? Ну, из каких источников СМИ это будет распространяться? Откуда будет исходить эта информация? O için bugünkü günde çok insanlar, bunda Kırım'da yaşayan insanlar elbette yürekten kol tutarlar bugünkü
күнде атерге. Ve men sizge söyledim, böyle insanlar, Şefika Hanım olsun, başka bizim böyle insanlar, onlar çok açık yürekten aterge özünün kolunu tutmağa tırışarlar, elbette. Çok sağ olun. Ve Emine Hanım Tunev'in böyle kutlevi kenede polis taramalar olup geçti. 6 vatandaşımız kenede hapıske alındı. Siz Tunev'in advokat olarak bir tintuvda iştirak ettiniz. Tintuvge sizni koydular mı? İştirak et oldunuz mu? Ya da tek sonra bu protokoller imzalanğanı vakit sizni koydular bu evge? Çok yazık ki elbette haber, siz informasya olarak siz bilirsiniz bu tintuvler saat 4'ten, sabahın saat 4'ten başlandı. Ve elbette biz haber işittik ama praktik olarak tintuvge advokatların kısetmeler hiç de. Evet son mına saat 9'larda, 8'leri 9'larda biz tırıştık barmağa indi FSB'nin binasına. Çünkü bu saatlerge bu задержанные Tutulganlar. Tutulgan oğlanların 5 kişini Ahmetçik şehrinde olan FSB binasına getirdiler. Bir insan siz bilirsiniz Akyar şehrinde mahkeme ve FSB'nin nesinde bakıldı. Biz şu vakitte geldik. Şimdi çok yazık bu tentuf protokolları şimdi hazır idi. Ve maksus men şimdi oldum на процедуре задержания. То есть уже оформлялся протокол задержания, было уже предъявлено совершение подозрения, статус подозреваемого Сидометов Ленур Люманович Оглана на нен корчаладым. И бежегім Тунеунде енді шо протокол когда уже ему было предъявлено обвинение, подозрение совершения преступления, ondan son saat 2'den son, saat 2'de bitti. Bu birinci neyse son, endi 2'den son alıp kettiler ballarına mahkemege для избрания меры пресечения. Endi anda başka advokat işe kirdi, çünkü men başka mahkeme işine kirdim. Mecbur oldum anda barmak. Emine Hanım aytasınız da sizni ve başka advokatlarını tintuv geçirilgeni vakit bu mabuslarının evlerine, tutulgan insanların evlerine koymayırlar. Neden sebep? Bu psikologik taraftan baskı etmek için ya da advokat olmağanı vakit, adam şaşmalığanı vakit gerek demek tanıklarını imzalatı bu protokollarını almak için. Bu kanun bozuluğu değil mi? Evet Şevket. Aynı maksus nabu için. Çünkü insan hukuk tarafından yardım görmesi, hatta advokatı olmasa biraz moral tarafının, психология tarafından biraz basıla, bilmiyor ne yapmağa. То есть человек теряется. Даже если он 10 раз знает, что, как надо себя вести, сам фактор неожиданности играет не очень, будем говорить так, хорошую роль. Мына bu mesela Sidometov Ленур tentuf protokolunda yazılmış. Onun evinde 2 tane kitap tabıldı. Bu kitaplar elbette yasak oldu. То есть это находится в списке запрещенной литературы, которая висит на сайте Министерства юстиции Российской Федерации. Ama Ленур başından aytты, bu meni kitaplarım değil dedi. Bu kitapların mağa maksus ballar yatkan odasına koydular, polkasına, çünkü kapıdan kirgen vakitte buğa ayttılar yat yerge ve bu vakitte men bir 2-3-5 dakika yattım betim yerge koyup, apakayı bu vakitte urbalarım dengiştiredi. Onların içten kichkine balachıklar var. Onlar elbette bu vakitte yuklayediler. Yuklamasalar da onlar kichkine balachıklar. Birinci sınıfta en büyük balası var. En kichkinesi 1 yaşta oldu. 1,5 yaşta oldu. Bu balalar bir şeyler anlayacaklar mı? То есть он предполагает, что maksus на bu vakitte bu kitaplarını koydular yavaştan. То есть то, что это книги, естественно, подброшены. Bu şeyler, evet advokat bu vakitte başından sonuna tentuf vaktinde olsa bu şeyler olabilmez edi. Şu sebebinden elbette çok bek erte vakitte başlarlar tentuflarına. Siz bilirsiniz başta saat 6'larda 6'ga yakın vakitte başlaydılar. Ama şimdi saat 4'te başladılar bu tentuflarına. Bu advokat tarafından yardımlar olmasın deyip, aytamam efekt неожиданности. Эффект неожиданности.
Çok sağ olun. Zemine hanım böyle tefsirler için çünkü tintuvler anlığımızga göre toxtamayacak, başkalar devam edecek. Onun için vatandaşlarımız da bilmek gerek özlerine nasıl alıp barmak böyle bir tintuvlerde. Çok sağ olun. Teşekkürler. Meclis azası, advokat, adliyeci bizden canlı bağdaydı. Sayılı dostlar, biz ise bu bölükni ne yazık ki yekunlemek mecburiyetindemiz. ATR telekanalının yayınını şimdi sizler için Zaman informasyon programması endi Ukrayna tilinde devam etti. Sonra biz bu studiyaga qaytıp sonki ve en aktual haberlerini muzakere etmeye devam edecekmiz. ATR ile olunuz görüşken. Görüşkence. Поки мовить АТР, Крим залишається українським. Публіцист Андрій Піантковський підтримав наш телеканал під час марафону «Сейв АТР». Голос Криму має бути в ефірі. Він впевнений, що за рішенням Мінреінтеграції припинити пряму фінансову підтримку АТР стоїть Кремль та його агенти в українській владі. Еще несколько дней казалось, что президент Зеленский окончательно перешел на сторону добра и на правильную сторону истории. Закрытие 3 геббельских каналов, воюющих против фашизма в стране, это первый серьезный контрудар в гибридной войне, которая продолжается уже 7 лет. И наряду с этим вдруг попытка закрыть крымско-татарский канал, который, кроме информационной составляющей, носит громадную символическую политическую ценность. Пока ваш канал работает, Крым остается украинским. Вот почему-то именно это и вызывает, наверное, ненависть Кремля. З держбюджету цього року Мінфін виділив Мінреінтеграції 348 мільйонів гривень на програму забезпечення інформаційного суверенітету України, розвиток мов корінних народів, що проживають на тимчасово окупованій території АРК. З них 50 мільйонів мав отримати телеканал АТР за кодом 2610, тобто як субсидію. Але міністр Олексій Резніков змінив призначення грошей на послуги, а телеканал, мовляв, має взяти участь у конкурсі. Але навіть умови цього конкурсу досі невідомі. Такі дії Міністерства реінтеграції залишили АТР без фінансування і загрожують подальшому існуванню першого кримсько-татарського телеканалу, який був змушений виїхати з Криму через окупацію. Адміністративну справу проти Ірфана Бекірова припинено. Окупаційний Білогірський райсуд Криму вирішив більше не розбиратися з громадянським журналістом, бо сплили терміни давності в розслідуванні. Ірфана Бекірова затримали 3 листопада минулого року на мітингу біля стін окупаційного Кримського військового гарнізонного суду. Там він серед інших кримсько-татарських активістів протестував проти незаконного вироку бранцям з красногвардійської групи. Самому ж Ірфану Бекірову закидали невиконання вимог силовиків в надзвичайній ситуації, пов'язаною з карантинними обмеженнями, викликаними епідемією COVID-19. Правозахисники називають такі справи переслідуваннями за незгоду з окупацією, а громадянський журналіст наголосив, що й далі підтримуватиме політичних в'язнів. Сторона защиты считает, что это является непосредственно давлением на активную прослойку людей, давлением на людей, которые всегда готовы прийти на помощь к нуждающимся и проявляют активную позицию в отношении несправедливости, которая творится сегодняшний день в Крыму. В тот день, когда меня задержали, 3 ноября 2020 года, я пришел также поддержать своих братьев, своих близких. И я не намереваюсь остановиться на этом, я намереваюсь дальше ходить и поддерживать своих близких, своих братьев, своих соотечественников в их трудный час. Жодної води окупантам. Україна укріпить дамбу, яка не пускає Дніпровську воду в окупацію, кажуть в представництві президента в Криму. Йдеться про греблю на Північно-Кримському каналі, яку звели на Херсонщині в 2017 році. Нова стаціонарна конструкція потребує доопрацювання, зазначають у відомстві. Гребля унеможливила потрапляння води до окупованого Криму Північно-Кримським каналом і до того ж збільшила сільськогосподарські площі на Херсонщині.
Позиція представництва і управління каналу однозначна. Ніякої води в Крим до деокупації. Є певні питання, які стосуються потреб укріплення споруд, що не допускають Дніпровську воду до тимчасово окупованого Криму, а також меліорації південних районів Херсонщини. Реакція окупантів на зміцнення дамби Північно-Кримського каналу не змусила себе чекати. Окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що півострів отримує стійке водопостачання без участі України. Однак забезпечення загарбаною територією водою виявилось досить дорогим заходом для окупантів. З російського бюджету вже виділили мільярди рублів на буріння свердловин та перекидання води до спорожнілих водосховищ. Зокрема, Російська Федерація до 2024 року виділить ще 48 мільярдів рублів на опріснення морської води. Хоча для цього необхідні західні технології, які Росія не може утримувати через санкції, а у самій РФ недостатньо досвіду у цій галузі. Тим часом мешканці багатьох міст окупованого Криму отримують воду за графіком, а у кранах вона тече брудна. Нагадаємо, що Росія як держава-окупант згідно міжнародного гуманітарного права відповідає за все, що відбувається на тимчасово окупованій території Криму, в тому числі і за забезпечення людей питною водою. Альберт Кангієв, який з 2019 року обіймав посаду голови окупаційного комітету Криму у справах міжнаціональних відносин, пішов у відставку. До окупації Криму Альберт Кангієв обіймав посаду мера Білогірська. У березні 2014 року був одним з тих, хто не визнав так званого референдуму. Але у 2019 році очолив виборчий штаб партії «Єдиної Росії» у Білогірську на незаконних російських виборах депутатів так званого Кримського парламенту і місцевих рад. Саме Кангієва окупаційна влада півострова відправила на переговори до ветеранів Кримсько-татарського національного руху влітку 2020 року, коли вони вимагали зустрічі із Аксьоновим після чергових затримань кримських татар. Окупаційний очільник Криму Сергій Аксьонов вже повідомив, що Кангієв продовжить роботу в окупаційних органах влади, а його місце займе нинішній так званий заступник голови адміністрації Первомайського району Айдер Тіпа. У Криму за останню добу зафіксували 204 випадки COVID-19. 11 людей померли внаслідок хвороби. Принаймні такі дані надає окупаційна влада Криму. Окупаційний голова Комітету по народній дипломатії і міжнаціональних відносин так званої Держради Криму Юрій Гемпель заявив, що в березні до окупованого Криму начебто приїде перша група іноземців, які нібито хочуть отримати щеплення російським фальсифікатом «Спутник Ві». Як відомо, так званою вакциною від коронавірусу у Криму почали прививати з 18 січня. За даними окупантів, майже 30 тисяч людей вже зробили щеплення неперевіреною вакциною. Мирна хода, яка вилилася в криваву бійню. 7 років тому тисячі активістів Євромайдану колоною пішли до стін Верховної Ради вимагати скорочення диктаторських повноважень тодішнього президента Віктора Януковича. Але протестувальникам не дали й наблизитися до будівлі парламенту. Беркут та тітушки перекривали дороги урядового кварталу. Міліціянти відкривали вогонь з помпових рушниць та закидували людей гранатами. Щоб евакуювати поранених, було укладено перемир'я. Але Беркут і найманці вишукували протестувальників у провулках і нападали. Не забарилися з реакцією і тодішня влада. В Києві ввели режим антитерористичної операції. Вперше в історії заблокували метро, знеструмили середмістя та перекрили всі дороги. Все для того, щоб Майдан не отримав підкріплення. Тоді ж силовики пішли в наступ, намагаючись відтіснити протестувальників. Вони ж і підпалили будинок профспілок, щоб викорити звідти людей. Вмотивовані на вбивство силовики та тітушки в незліченій кількості атакують. На людей суне бронетехніка з відкритими кулеметами. У відповідь летять коктейлі Молотова та все, що трапиться під руку. Тоді, 18 лютого, загинуло 80 людей. Ще більше 600 були поранені. Шоковані спротивом приречених на смерть протестувальників, силовики почали відступати. А в наступні дні вже били снайпери.
Хайырлы акшамлар. Merhaba. Merhaba, Атыр эфирінде кенеде Сейф Атыр марафоны девам ете. Бұл марафон черчевесінде айтқанымызға көре, Атыр рас келген проблемалар хақында айтамыз, де халқымыз үшін мұйым олған мевзуларына музакире етмектеміз. Сіз де біздің yayınımызға қошылыңыз, экранларыңызға режиссерларымыз телефон номерасыны тақдим ете, суалеріңіз пейда олса, ғайлеріңіз еді дестек сөзлері біздің студиямызға телефон açып, біз еле музакире етмеге, суалеріңізні сеслендірмеге имканыңыз бар. Біз ісе шымды yayınımызға Elmas Akimованы давет етеміз, о біз еле шымды жанлы бағдан нефес әрекетінің азасы. Elmas Hanım, selam aleykum. Алейкум селям, Гульсум ханым, Шевкетбей. Алейкум селям, сау болыңыз бағланғаныңыз үшін. Elmas ханым, білгенімізге көре, нефес әрекеті бұл сене де онлайн диктант имля кечірежек. Бұл сене имля язылуы фарқланажақ ма? Кечкен сенелерге баққанда бірде-бір белкі яңылықлар олажақтыр. Аллах смететке бір кичігайны егерім бірінші күні саат 12-де Қырым вақыты бойынша Üçüncü online'ımızı geçireceğimiz kısmet olsa. Evet, farkları var. Çünkü bu sefer bizge Karadeniz Production koltukta sağ olsunlar. Onun için online'ımız saat 12'de başlanacak ve QTV YouTube kanalında geçecek. Ve Crimean Tatars Facebook sayfada geçecek. Nasıl metnini alacaksınız? Sen de karar verdiniz mi? Yani nasıl müellif olacak? Kimler seçi? Evet, karar aldık. Ama metnini nasıl alacağımızı ben ayırmayacağım. Böyle patsaçtan hazırlanayım diyeyim. Bizler de yazacak olsak. Biz de o grenler yedik metnini. Bilmeyeyim bunda. Evet, gelin. Atırını rezil etmemek için. Evet, koşmamız kısmet olsa. Koşulmak için demek Facebook sayfasında olan transляцияны bakıp dinlep yazmak gerek. Yazılgan son ne yapmak gerek bu yazılgan kağıtta olan diktantını? Bakınız, bana bu imlamız bitken son 15 dakika içinde metinlerini foto ya da skan şeklinde bizim elektron poçtamızga yollamak gerek. 15 dakika içinde. Çok değil mi 15 dakika? Bazı böyle internetini yaxşı kullananlar kullanabilir bu özünün kabiliyetlerini. Nakımılıyor. Ben bilesem 15 dakika yeter. Belki de çok olacak. Ama endi öyle yazdı. Denişmeyeceğimiz onu. Ya kim okuyacak diktantını belli mi? Evet, Fidancık Okutuf Merkezi'nde hocası Zemini Hoca Kurtmehmetov okuyacak kısmet olsa. Keçken seni belli şairimiz Emine Hoca Hüseyin okudu. Bir çok vatandaşlarımız korkadı ki çok hata yapam. Men öz demek koyme göre bu diyalekte demek laf etem yaza manga edebiyat tilinde demek yazmağa edebi tilde kıyın. Böyle insanlarga ne aytar ediniz? Ne kadar mühim demek doğru yazmak ya da asıl da böyle insanlarını celp etmek maksat oğunuzda durmakta. Evet, bizim esas maksadımız bu ayrı insanın bilgilerini teşkilmek değil. Tilimizin saklanıp etrafında birleştirmektir. Onun için bu pek öyle mühim değil. Korkmaya hiç gerek mi? Çünkü herkes hata yapacak. Herkes hata yapacak. Buna ben özüm Ukrayna dilinde online radyo imla білесіңіз, мына диктант едности yazgan edim ve şaştım çünkü tek iki adam bu imlanı, diktantını yaxşı yazdı. Bu pek az. Onun için menimce gerek mi korkmaya? Bu mühim değil. Ya mükafat var mı? Buna bu mühim. Ya mükafat var mı Elmas Hanım? Evet, üç yerde сделacak kısmet olsa mükafatlarını da aytmayacağım. İntriga ediyorsunuz pek. Biz Şevket'le mutlaka. Demek diktant geçirilecek fevral'ın 21 günü neticeleri ne vakit olacak, kayda neticelerinden öğrenmek mümkün olacaktır? Neticeler bir haftadan sonra belli olacak. Bizim sayfalarımızda Instagram sayfamız var. Facebook'ta sayfamızda. Biz yazacağım sayfamızda bir post yazarız.
Çok sağ olun. Çok sağ Elmas olun. Hanım, Elmas Zakimova, Nefes Allah razı hareketinin olsun. faali azası bizden canlı bağdaydı ve seyircilerimizge de daha bir kere hatırlatamız. Kırım'da faaller böyle bir online diktant geçirecekler. Fevral'dan 21 günü saat 12'de Facebook transляциясы olacak, YouTube transляциясы. Onun için sizler de koşula bilesiniz, öz bilgilerinizden teşkil bilesiniz ve bu marafon ana tili kununa bağışlanğandır. Halkara ana tili kunu 2000 seneden beri UNESCO keçirmekte ve esas maksat ana tillerini saklamak ve böyle bir tiller olğanını, özgünlüğünü saklamaktır. Küçük bir ilan vereyim. Bizde zaten bizim yayınımızda 21 fevral günü boyunda pazar ola. Biz pazar ertesi günü yayınımızda marafonunu ötküreceğimiz dep umut ettim ve Kırım Tatar tili, Kırım Tatar tilinin inkişafı, saklanılığı, popülarizasyası, kengleşmesi ve ilahri meselelerini yayınımızda müzakere edecekmiz sayılı dostlar. O sebepten faalce sizde olunuz ve o'zingizning fikrlaringizni endiden hazırlap bizim marafonumuzga da qo'shila bilesiniz bazar ertesi kunni. Bizim studiyamızga esa musafir kelib chiqdi. Süleyman Mamutov, Süleyman Mamut, cemaat erbabı, hukukçu, adliyeci bizim studiyamızda. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz, merhaba. Hoş geldiniz. Süleyman Bey, esas mevzu şimdi biz ATR etrafında olan problemani müzakere etemiz. ATR telekanalı bilgenizge göre böyle bir maliye problemalardan rast keldi. Her sene devlet bizge bir tayaklar tıqa köpçeklerimizge ATR o'ga ketip ilerlep olamasın deb sizcesine bu problema nenen bağlı? ATR ne yaxşı yapmayma ya da ne çok yapa, ne için ne beğenmeler bizim hareketimiz. Bunda mühim aslında kime keder etti? Sağ olun bergeniz için ve davet ettiğiniz için. Ben bilesem elbet bunda ATR'de problem değil. Bu mesele başka şeyden bağlı. Demek en birinci bu siyasi isteginin öyle mümkün olma mümkün. Siyasi isteginin ve bazı belki devlet erbaplarının ve devletin vekillerinin pozisyonundan bağlı. Çünkü bu meseleyi elbet çoktan da sistematik şekilde çalıştırmaya gerek edi. Biz bilemiz de bunu yukarı şura yapmak gerek. Her sene büdjet kabul etilgeni vakit deyler ki mana bu sene ATR maddi cihetten destek alacak. Gelecek sene gene de yangi bir usullar uydurmaga tırışalar. Kimge bizge müracaat etmek gerek de halk deputatlarına mı, hakimiyetke mi, prezidentke kim bu meseleni çözüp böyle bir sistematik şekilde yapabilir? Bu evet biraz ağır sual benim için çünkü ben bilseydim endi sizge çoktan bir tavsiye verirdim ve böyle mesele çıkmazdı ben bilsem. Ama evet en birinci gerek hükümetin menimce hükümetin bir diyalog tutup başka taraftan hükümet bu diyalogunu başlamaya istemesi nasıl bu sorunu çözmeye mümkün bu evet ayrı bir şey ve bunu ayrıca gerek düşünmeye daha da terince. Zaten istemiyor. ATR telekanalının idareciliği bugün hazır misal olarak bizge bu diyalogunu teklif etseler, buna geliniz çözeyik deseler, elbette biz reddetmeyemiz. Fakat böyle teklifler gelmiyor ve bu bir. İkincisi, men sizin aytkanınızdan %100 razım. Çünkü eğer onlar isteseydiler bu meselenin çözmeye binlerce sebep tapılır. Çözmek için hatırlasanız Lutsenka'nı kanununu değiştirip baş prokuror ettiler. Yani imkanlar tapıla. Bunda isteyip istememek arasında onlar göremiz ki istemegeni seçerler. Bizim anlamağanımız ne için? Çünkü eğer baksak ATR telekanalının kapatılması en çok Ruslarga fayda getirir. Onlar bekleyip oturarlar. Bunlar demek ağzını kapatar da cim oturarlar deyip. Evet böyle de netice olur. ATR onlar öz isteklerini yerine gerçekleştirirler. Ama başka taraftan ben kimerde düşünüyorum bu belki de başka şeyden bağlı, belki de kimerde biraz kompetensiya seviyede bu hükümete bir büyük veteran problemler var ve onların ve kimerde mağa görünüyor. Belki de onlar bilirsiniz öyle
ұзаққа түшілмейіп, белки де ичте бұны, ама башқа тарафтан олар білелерді бұл меселе ақында. Ве мында, келшек, бұл жауап бермек үшін керек сынына анламаға олардың мантығыны, олардың фикірлерін асыл çalışа. Мен бұны... Анда мантық бар ма, жоқ ма асылда? Мен бұны анлап оламайым, ве мен чоқсы көрем олардың алған қарарларда пек çok мантықсыз şeyler бар. О асында мантыққа uymayan bir şey. Onun için bilirsiniz böyle sorular gerçekten cevap vermeye pek ağır. Aslında mantıki şeyler çok, yapılabilecek mantıki hareketler çok. Çünkü geçen hafta sizin de bildiğinizge göre Avrupa Parlamentosu çok mühim böyle bir rezolüsyonu kabul etti. Demek bu rezolüsya Avrupa Birliği ve Ukrayna Asosiyasyası çerçevesi, beyanatı çerçevesinde kabul edildi ve anda çok mühim böyle tezisler var. Ve hususan 60. madde men yanlışmasam 60 birkaç madde var. Buna 60. maddede demek Avrupa parlamentariyelleri ATR telekanalına bu mali problemlerinin çözülmesi için talapta buluna ve birçok Kırım Tatar meselelerinin çözülmesi için de Ukrayna'nı çağıra. Men de böyle sual sizge. Ne için Avrupa parlamentosu, Avrupa deputatları Kırım Tatarlarının meselesinin çözülmesi mühim olganını biledi. Ukrayna hükümeti endi 30 yıldan beri onların aytıp geçken kanunlarını kabul etip olamay ve anlamay. Sonki mına ATR meselesini bile alacak olsa. Mında da men başlayayım neden bu rezolüsya pek mühim bizim halkımız için, Kırım millet için ki bu birinci sefer birinci ATR boyunca ayettiler ama da anda bizim devletçiliğimiz hakkında maddeler var ve siz bildiğine göre birinci sefer Kırım hakkında galiba 2015'te Avrupa Birliği'nin parlamenti böyle oğa oşakan rezolüsyonu kabul etti ve anda birinci sefer 2015'te onlar ATR'ye öyle bir destek yardımı devletten vermemekini Ukrayna bu mecburiyetini koydu. Mecburiyetini dedi ki aslında bu tefsiye ama bu tefsiyenin pek büyük bir rolü var. Ve şimdiki bu sene Kennedy'de ben aytmağa isterdim bu rezolüsya hakkında en birinci bir minnettarlığını göstermege çünkü o bir yerden çıkmadı bu tefsiyeler ve bu maddeler onlarını Polonya'dan Avrupa deputatları teklif ettiler. İki tane galiba Polonya, bir tane Belgiya'dan ve çünkü niçin? Çünkü onlar pek yaşa anvalar ne kadar bir kavi ve ne kadar güçlü Ukrayna ve Kırım halkı olsa o kadar da onlara çok yaxşı olur. Çünkü bu stratejik bir şeyleri kaysalarını Avrupa'da ve Avrupa Birliği'nde pek yaxşı anlarlar. Başka taraftan bir anda da çeşitli türlü deputatlar var. Ben aslında pek tecrübelendim bu rezolüsyonu görgende. Ben pek bekledim resmi bilirsiniz bu resmi tekstini görmeye teşkirmek için. Gerçekten böyle tefsirlerini gösterdiler Ukrayna'ya. Çünkü bu tefsirler doğru tefsirler Ukrayna'ya ama sizge ne bu gelecek yıl sene devamında yapmaya gerek. Evet, pek doğru aytınız. Sağ olun. Ve men pek tecrübelendim çünkü aytkanım ki Avrupa Birliği'nin parlamentin çeşitli türlü deputatları var. Ve men biliyorum ki Tamir halklar hakkında Frankistan'da anda pozisya pek öyle bir değil ve umumen anda çeşitli türlü var. Aslında bilirsiniz Tamir halklarga bakalar biraz korkup men bilsem o Birleşme Milletleri çok fazla haklarga sahip olacak. Birleşme Milletleri teşkilatında da aynı pozisya ama bunda birinci sefer kabul edildi. Ve evet bu pek bir güçlü signal Ukrayna'ya, hükümetke buna
сізге не yapmağa керек. Ve мында pek mühim bir şey бар, білесіңіз, böyle tefsiyeler, олар ne kadar bir büyük sferanı alsak, o kadar onların emniyeti ve tesiri o kadar da büyük. Mında pek büyük bir şey aytalar, mına sizge anayasını değiştirmeye gerek. Sizge mına böyle onu değiştirmeye gerek. Sizge Kırım Tatarlarga, Kırımlarga gerek vermeye devletçiliğini ve unutmanız bir vakit onların medyanı, onların telekanalını oğa kol tutmaya gerek, oğa yardımını vermeye devlet seviyede gerek. Ve bu pek mühim. Yani doğru mu anlayayım? Şimdi Ukrayna özünün anayasasında Avrupa Birliği'ne kiriş istikametini көрсетті. Ve şimdi bularının bergen bu aytkanımız gibi tavsiyeler, ev işleri bu Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne kirişmesini yakınlaştırabilir. Doğru mu? Eğer misal olarak bunlar bu tavsiye, çünkü onlar şart koyup olamay bizim bilgenimizge göre, çünkü Ukrayna Avrupa Birliği'nde değil, ama böyle tavsiye verirler. Sen tavsiyeni ya gerçekleştiresin, Avrupa Birliği'ne kirmege istesen, ya da ignor et, ama işte biraz çette kalacaksın. Ben bütünle razım. Bu kanun değil Ukrayna için, ama bu tavsiye ve onun emniyeti pek yüksek. Ve Ukrayna öz ev işini yapmasa, kaysa oğa Avrupa Birliği dedi, bu gösterecek Ukrayna'nın dünyada, Avrupa Birliği'nde, o demek bilesiniz pek öyle güçlü ortak değil ve onun işlerini tutmaya da biraz hafifçe. Bunu gösterecek. Ukrayna bu mecburiyetlerini yapmasa, gerçekleştirmesi. Öyle. Bu rezolüsiya bizim halkımızın menfaatında kabul edilen rezolüsiya. Biz onu nasıl kullanabiliriz, nasıl seviyelerde? Tek Ukrayna hakimiyetinden şimdilik talep edebiliriz, buna gösterebiliriz. Bakın Avrupa Parlamenti bizim menfaatımızda rezolüsiya kabul etti. Ya da halkara seviyede de kullanabiliriz. Avrupa Parlamenti bakın biz gene deyip mecburiyeti Ukrayna'na deyip. Halkara seviyede de mümkün, ben bilsem, ama bizge hatırlamaya gerek, bu en birinci adresat bu Ukrayna hükümeti ve bizge gerek şu instrumentini alıp onun böyle kullanmağa, onu öyle işlettirmeye. Bu en birinci ve gerek anlamağa, evet yarın bizim yaşayışı birden değişmeyecek, biz öyle bir yanı bir sayfa belki de açılmayacak Ukrayna'da, ama bu yanı sayfa bilirsiniz dünyanın derecede, çünkü o birinci sayfa gerçekten böyle bir pek ciddi ve pek büyük tesirli teşkilat, Avrupa Birliği bu halkara teşkilatı en birincisi böyle tavsiyeni, böyle maddeni, böyle pozisyonu nokta nazarını gösterdi. Ve onun evet en birinci gerek Ukrayna'da içinde onu işletmeye. Şunu da laf etmege istedik. Siz bilesiniz, soňky wagtlarda Ukrayna prezidenti ve onun demek ofisi Tış işleri nazirligi böyle teşebbüs etilgen Kırım platforması böyle leyhası çerçevesinde çok fazla işler alıp baralar. Çeşit türlü işte ülkelerinin liderlerine resmi mektuplar yollap avgust ayında ötkerilecek sammitke çağıralar. 7 yıldan sonra nihayet işte Milli Meclisinin Kırım Tatarlarının Kırım boyunca böyle bir platforma tüzülmesi zarur olğanı çağırılarından son işte 7 yıl geçti. Nihayet işte böyle bir platformanın tüzülüvü karar alındı. Sizin fikrinizce onun semereli olması için bir neticeni getirmesi için hangi bir formatta nasıl şekilde çalışması lazım? Aslında bu teşebbüske böyle halkara hukuk tarafından nasıl bakasınız? Bu teşebbüsünü hakkında bilgen son pek kullandım. Gerçekten nihayet 7 yıldan son biz göremiz işte bir faaliyetini Kırım'dan kaytarmak için ve ben bilsem en mühim bu teşebbüsünü geçirgende ve bu platformanı geçirgende summitini en mühim tafsilatlı bir plan kurmağa ve bu planın boyunca gelmeye. O bir bilesiniz bir simbolik
teşebbüs olmasın. Bu en mühim. Ve men umut ettim ki böyle olmaz. Ne kadar çok devletlerine Kim koşulmalı ilk olarak? Men şimdi hatırlamam ama ana tilinde bir sivilizованный. Bütün Medeni dünya. Medeni dünyana. Rusya koşulmasa ne olar? Rusiyasiz muzakere keçirilse birde-bir neticeге kelmek mümkün mü? Bilesiz aytılарды дорожная карта керек тізімеге. Rusiyasız bunu mümkün mü yapmak? Bence sene mümkün çünkü biz bir vakit bilmeyemiz ne zaman ne vakit Rusya'da vaziyet değiştirecek. Ve bir vakit orada gerek olacak bu izolasyonu bitirmeye. Biz bunu biliyoruz. Ben bilmiyorum ne vakit bu olacak. Belki 5 yıl, belki 10, belki 15 ama bu hepsi bir bizge gösteriyor, beklemeye gerek ve bu vakitgacha mümkün kurmağa yaxşı bir plan. Ve elbette o da iştirak etmese bu mencesine büyük bir mesele değil şimdi. Bu platformadan biz tek diplomatiya tarafından destek alabiliriz. Çünkü anlayımız ki başka devlet Ukraynalılar yerine gelip Kırım için cenkleşmezler. Demek bu platforma tek diplomatlarını toplamak ve diplomat tarafından böyle bir destek almaktır. Öyle. Ondan da gayrı belki Ukrayna'nın ortakları, dostları, Kırımlarının da dostları toplaşıp orada pek çok bilirsiniz imkanlar var. Çünkü orada resurslar var ve onlara mümkün düşünmeye biz bu vakitgacha ne yapacağımız ve nasıl işlerini yapayıq bu Kırım'la bağlı işini tezce Ama siz aytasınız da diplomatik sadece yol dep, mende böyle küçük bir dissonans peyda ola. Çünkü anda Dışişleri Nazirliğinin bildirgenine göre çeşit seviyeler olacak ve müdafaa seviyesi de olacak. Müdafaa seviyesi de mi diplomatiya alap edecek? Diplomatiya her vakit müdafaanın beraber kete. Bu her vakit. Için men böyle bilirsiniz tecrübeliyim. Mencesine bu bir normal siyasi süreç. Amerika көреміз ki silah her vakit işandıra ve bazı vakit Donbass'ta cenk için bazı bir silahlarını da beri. Belki başka devletler de koşulu böyle bir harbi cihetten de yardımcı olar dep umut etemiz. Evet, halkara münasebetlerde diplomatiya bir vakit bir özü ketmey, bütün öyle bir güçlü devletlerde müdafaa yanına gelmek gerek. Şunu da soramağa isteyeyim. Mına keliniz beraber mında üçümüz oturamız, tasavvur eteyik. Mına avgust ayı summit ötkerilе, demek birçok liderler kelе, anda bilmem Amerika'nın lideri umut eteyim, Türkiye, işte Avrupa devletleri ve ilahri toplaşalar. Herkes işte o'zining narazılığını bildiriyor. Endi 7 yıldan beri eshitganimiz gibi işte Kırım'ın işgalini kabul etmeyler. İşte Rusya agresör ve ilahri. Ya bundan son böyle nasıl bir institusyonel model kurulmalı bu Kırım platformasının ki yani onun bir sadece toplaşıp laf etmek olmasın dep. Çünkü siz bizden daha yaxşı bilesiz. Mına xalqara hukukni alacak olsak Birleşken Milletleri toplaşalar, laf eteler, tribunaga çıkalar. Ne yazık ki ikinci Can Cenginden sonra dünyanı korçalamak için kurulgan, bu tehlikesizlikni kurmak için kurulgan bu teşkilat böyle sadece öz fikrini bildirip tribunasına çevirildi ve böyle başka bütün strukturaların üzerinden de geçmeye mümkün. Aslında ben bilesiniz, halkara münasebetlerde bir şey öyle tesirsiz geçmiyor. Biz düşünsek tahminen bir vesikhanı da kabul etmezler misal için. Olar buna bir summit geçti, bir vesikha kabul etilmedi, bir rezolüsiya kabul etilmedi. Bir deklaratsiya yaptılar ya da misal için müracaat var. Bu da tesirsiz kalmay bir vakit halkara münasebetlerde çünkü bu gösteriyor bir yanı seviyelerini. Bu pek mühim şey çünkü biz çok vakit düşünemiz buna. Onlar tek bir şey aytalar, bir şey yapmıyorlar ama onların aytkanlarını nasıl bunu ayttılar? Nasıl manada, nasıl forma, nasıl stil o pek tesir ete buna. Ama ben düşünüyorum bir vesikha da olur. Ve halkara hukuk boyunca en mühim nasıl vesikha çıkacak bu platformanın neticesi bu.
Бұл ең мұйым. Ве оға бақып біз түшінжеміз насыл оның қуанмаға, насыл оны ішлетілмеген. Сөзгесіне бұл мұна Қырым платформасы кечірілежек меджлисте желп етілді бұл азырлық ішлерінде. Ама не язық, кемена 30 елдан берлі Украинада яшайық, сүргіліктен қайтқан соң Қырым татарлар бөле бір объект оларақ музакер етілмекте біз өз адымыздан, өз позициямызны айтмаймыз. Демек, яда Украина айта, яда башқа бір евлер айта, біз өзіміз айтмаймыз. Бізде не вақыт бөле бір субъектлік аққымыз пейдаулар да өз адымыздан бір шілер айтып олажамыз, өз менфаатымызда. Мен білесем, бізде бұл бір субъектность енді чоқтан бардыр. Башқа ши керектік девлетлерге, көстермеге ве девлетлер қабыл етсін бұны. Де юра йоқтыр да? Де юра, бұл пек мера қосылар, чөнки менімже де юра бар. Беки де факто нет проблема. Бар парламентның резолюциясы, қайда айталар, Меджлис Құрылтай бұл ресми темсил органна. Кімнің? Қырым татарларының, не? Ама Қырым татарлар тамыр халық оларақ қабыл етілмеді. Бұл резолюцияда да айтыла. Бұл қанун дегілді? Бұл қанун дегіл, ама бұл епсі бір көмірде біраз ағыр инглиз тілінде бар бір сөз, как legislation, как законодательство. Бұл қанун дегіл, оның статусы қанун дегіл, ама бұл епсі бір бүтін ли бұл қанунлыққа Украинаның кіре. Айлықасы yok, o парламентның акты, бұл пек мұхим. Ve ebet, onun kanun statusu yok. Ama başka taraftan hepsi bir, bu devletten çıktı, bu parlamentten çıktı, bu Ukrayna'nın aktı ve bu Ukrayna'nın müracaatı. Kayda Ukrayna ayta biz Kırımlarının tamır halkı tanıyımız ve ikincisi Meclis ve Kurultay onların resmi organları. Bu pek mühim şey ve en mühim şey da var bizim akımız bu devletçilikке. Kaysı yakında Avrupa Birliği'nin parlamenti oğa koşuldu ve kabul etti. Onun için ben razıyım. Kanun seviyede bu yok ama aytmağa kanunda demek aslında законодательствода yok. Bu da Bilemiz ki bu parlamentte kabul etkende bu постановление demek karar edi. 2014 senesi işgalinin birinci günleri bu Mart ayında kabul etilgen edi. Ve yanlışmasam bu vakit birkaç gün evvel İskender Bariyev bağlanğanda dedi de hakimiyetke, hukumetke demek parlament avale etken edi. Bu karar esasında kanun işlep çıkarmağa demek hukumet işlep çıkarmak gerek edi. 4 yıl geçti hukumet hala da bu tamır halklar kanununu işlep çıkarmadı. Meclis hazırladı kanun ekasına prezident endi ularını parlamentke vermey. Bu tamır halklar kanunu bizlerge ne bere bile, nasıl yollar aça bile tamır halklar kanunu. Çünkü bazı insanlar deyir ki bu en esas. Çünkü anayasaga denişmeler kirsetilmesinden evvel, bu territorial muhtariyet statusu kabul etilmesinden evvel ilk evvela bu kanun, tamır halklar kanuna gerektir deyip aytarlar. Gerçekten mi ulen? Doğrudur çünkü bakınız şimdi pek mühim adım, Ukrayna pek mühim adım yaptı. Gerçekten 2014 senede 20 Mart'ta ne vakit bu постановление kabul edildi. Son bu постановлениені işlettirmek için, yerine getirmek için gerek bir kanun. Ve kanun kabul edilmesi müracaattan son, misal için devlet bu mecburiyetini özüne alsa, halkara hukuk seviyede ve o içinde böyle aktını yapsa, son bir şey bunu yapmaya gerek. Yapmak kanun gerek. Ve buna halkara hukukta ve aslında tamır halklar hakkında orada bazı hakları var. Kolektif bir hakları, siyasi hakları, iktisadi hakları, garantiyalar. Bu çalışması için tek bir akt değil de evet onun nasıl çalışması, onun nasıl usullarını yapma bu onun için gerek kanun. Ama şimdi de mümkün etmeye Ukrayna bu mecburiyetlerini aldı. O tek keşke kaldı etmeye nasıl biz bunu yerine getireceğiz, amelge getireceğiz. Evet. Ve bu onun için kanunun pek mühim bir var. Ama ben hepsi bir kere aytayım. Ukrayna 2014'te bizni tamır halk gibi tanış etti ve
таныды бұнен бізге де қоланмаға керек. Шу мұражатыны Украина япты Birleşmiş Milletler Teşkilat'ta ve bizge bunun de kullanmağa gerek. Evet, şimdi usullar da yok. Biz mekanizmı bilmiyoruz nasıl bu yapılacak. Bilemiyoruz işte bu proyekt var. Kanun projekti var ama işte. Çünkü bizde benim anlaganyma göre bizim milletvekillerimiz bu kanun loyihalarının prezidentinin көрсетмесini istey. Çünkü prezidentte parlamento monobolşinstvosi var ve eğer prezident көрсете bu kanun loyihalarının kabul edilmesi ihtimali çok yüksek ola. Eğer misal olarak hükümet көрсете ya da milletvekillerimiz көрсете bu ihtimaller azlaşa demek. Ama böyle biliriz 30 yıldan beri bekleyimiz, daha çok beklemeye mümkün. O sebepten bunda nasıl düşünüyorsunuz? Çal olup gittik, bilirsin Gülsüm. Çalışmağa ve en birinci halkımıza bir şeyini anlamak gerek. Menimce, çünkü ben bunu anladım. Gerek yarın bu kanunlar kabul edilse süper. Ben pek kullanacağım. Siz de ben bilem bunu. Ama edilmese gerek çalışmağa ve beklemeye. 10 yıl mı, 5 yıl mı? Ben belki de pek pesimistik bir şeylerini aytam ama bu real bir şey ve biz hakikat bir dünyada yaşamak gerekmiz. Tabii ki kollarını uzup olmadı deyip etmeye doğru olmaz. Bütün tehlikelerini, bütün imkanlarını anlamak gerekmiz real şekilde. Бізге Украина хакимияты шындылық бөле бір ишандыруларнен тойдырajak olsa, ишандыруларын ашатajak olsa, бізде бірде-бір башқа чарелеріміз бар ма? Халқара себесінде мен бұл субъектлік мәселесini көтерген едім. Украинасыз, Украина devletсіз, біз өзіміз адындан, демек Бірлескен Миллетлерден, çünkü декларация бар, біз декларацияға esaslanып, халық olarak құрылтайның демек қарары да бар, суверенитет hakkında бар, sonra 2014 senesi muhtariyet teşkil etili hakkında karar kabul edilgen edi. Biz öz tarafımızdan ne gerek edi erşeğini yaptı. Kırım Tatarlarda бар, bir vesika, endi kaldı başkalardan bunu kabul etip tanımağa. Evet, bu sağınız, bu pek meraklı sual. Çünkü bilirsiniz, devlet, bu süreçler devletsiz geçse, orada onlar kavi olmayacak bir vakit. Çünkü ben aytam da kim bunu yerine getirecek, kim bunu gerçekleşecek. Devlet en bir yerde durmak gerek bunda. Çünkü devlet bu bir garantor. O garantiyalarını verir. Başka taraftan siz bana soradınız, Ukrayna'da öyle bir siyasi isteği yok olsa bizge ne yapmalı ve mümkün mü halkara derecede? Buna biz şimdi bakamız. Avrupa Birliği'nin parlamenti bu pek büyük bir menimce pek büyük biz için imkan ve bu vesika onun emniyeti pek yüksek. Ve siz görüyorsunuz bunda menimce Ukrayna belki ben yanlışım ama ben gördüm kim teklif etti bu maddelerini, bu Polonya'dan Avrupa deputatları. Buna Ukraynasız. Çünkü Avrupa Kore, Ukrayna bu vakit içinde bir şey yapmadı demek bizge gerek onlara nasıl tavsiye edip onlara hatırlatmağa. Bu pek mühim mesele olanı. Ve biz gösteremiz işte biz bunu hakkında unutmadık. Bu yönelişinde bizim vekillerimizin de muvaffakiyetini hayırlamak gerek. Çünkü bu maddelerin üzerinde çalışan insanlardan biri bu Milli Meclis Reisimiz Rifat Ağa Çubarov ya da ben yanlışmasam. Ve çok büyük bir iş yaptı bu yönelişte. Ben de bilgimle göre Rifat Ağa pek çok iş yaptı bu maddelerini kesinlemek için ama subjekt kim resmi olarını etti. Evet, olarga da gerek bir siyasi isteğini göstermeye. Yani bu böyle çok mühim bir argument olarak biz bu vesikanı endi kullanabiliriz. Kullanabiliriz ve ben bilesem ne kadar çok Ukrayna kulak asacak bu maddelerge, böyle tavsiyelerge o kadar daha da güçlü gelecekte rezolüsyalar kabul edilecek menimce. Bu nasıl halkara seviyede bu çalışacak, o devlet bir şey yapmaya istemesi. Bu резолюция çıkarılgan konu Mintot bu işgal etilgen teritoriyalar integrasiyası meselesi boyunca nazirlik
бірден жауап берді. Чөнки бірінші қысым бұл АТР-нен бағылайды оларды ки біз АТР-ге мадди дестек берілмесіне қол тұтамыз. Ама Украинада біле бір құқықи механизмлер бар, оларына қолланып, демек ачық айдын біздер конкурс вастасынен бермеге азырмыз. Ада демек резолюцияда дейлер ки Украина девлеті ярдым етмек керек. Анда демейлер конкурс кечіріп, еді да біршілер. Шымды көреміз ки Украина үкіметі өз жесіне трактовка япа. Шымды бұл қалған мевзуларыны да бұл анаясаға деңішмелер кірсетілігі тамыр халықлар қануына аққанда да өз жесіне трактовка япмазлар ма? Ақыр білесіңіз, бір еменлікнен айтмаға, чүнки асында девлеті әр вақыт ақы бар. Сіз айтқаныңыздың кібі трактовканы япмаға, бөле ақы бар. Башқа тарафтан, бұл трактовка ойлауса АТР-ге пек қиын пара алмақ олса, олар біле трактовка япты, девлет олды. АТР-ге пара алмақ, мүмкін айтма, іште бір имканы жоқ. Мына бөле вазиетте айтмаға мүмкін бұл трактовканы янылышыды. Ve Kennedy bu hukuk seviyede değil, bu men bilesem siyasi seviyede. Çünkü gösteriyor Ukrayna'nın nasıl o işte bu meselelerini çiziyor. Nasıl baka asıl pozisiyasını bildiriyor. Ama Kennedy akı var devlette ama o yanlış bunu yapsa pek kayın bir prosedurunu yapsa o da yanlış ve onu koruyacaklar. 100%. Vida bir kaç yaşlarla bağlı suallarımız var. Yayınımızın yekunlenmesine ne yazık ki az kala, çok vaktimiz yoktur ama dil konsepsiyası ve da yaşlarla bağlı bir kaç suallarımız var. Neden başlayalım dil konsepsiyasından? Dil konsepsiyasından başlasak, bilemiz ki Kennedy bu metod, bu tamır halklar onun deklarasiyasına göre bu tamır halklar ve 10 yıllığı başla 2022 seneden 10 yıl devam edecek. Bu 10 yıl devamında Kırım Tatar tilini popüler ve Ukraynalılar arasında da popüler etmeye tırışırlar. Böyle bir konsepsiya işlep çıkardılar. Şimdilik anlığanıma göre meclis bir stratejiya yazmak gerek. Tanış oldunuz mu bu konsepsiyanın ve tilimiz saklanmasına, inkişaf etmesine yardımcı olacak mı? Beğendiniz mi? Men gerçek etsem men beğendim. Men vesihana bütünlüğü okudum. Men beğendim. Men de bizsin men dostlarla müzakere ettim bu konsepsiyonu ve biz düşündük mümkün anda belki de tek bir teklifini koşmağa onun manası bilesiniz balalar için bir multfilmlerinin tercümesi yapmak. Onu da anda kırsetmek. Ama aslında bu vesihana men beğendim. O gerçekten kavi, gerçekten konsepsiya gibi yaxşı bir vesiha ama en mühim strateji. Çünkü aslında bu siyasi vesihalar devlet kabul etkende en mühim strateji ve plan. Nasıl anda olan teşebbüslerini Ukrayna yapacak. Bu en mühim. Ve konsepsiya da pek mühim. Çünkü bu birinci adım. Onu yapmağa gerek. Ama bizge bütün bilesiniz güçlerini gerek toplamağa yaxşı stratejiyani ve daha da yaxşı planını tafsilatı böyle bir planını kurmak için. Bunu yapsak ve bunda en mühim bilesiniz pek güzel bu süreçte bu teşebbüste meclis iştirak etkenin için. Ama bu strateji kurganda devlet faal iştirak etmese, bu nazirlikler pek öyle bir faal iştirak etmese, bu biraz hafif olur. Çünkü orada hakkı da değil ama etacak var işte biz iştirak etmedik, biz bilmedik ne. Onun için en mühim emin en mühim bizge şimdi öyle bir daha bir kere teşkirmege nasıl faaliyetle devlet bu prosesке girecek. Çünkü olarga gerek her bir adımda yanında olmağa ve aytmağa. Misal için biz temiz bunu yapmağa. Yanında her vakit finansların ministri oturmak gerek ya da onların vekili
Ve айтмаған, misal үшін, yaxşı biz kabul etemiz, yaxşı bizde bir izahat yok, mümkün ya da mümkün değil, ya da nasıl gerek. Onun için ben aytam da puan pek mühim. Ve tafsilatlı puan nasıl bu yapılsın. Buna sual, nasıl bunu omurga geçirmege gerek ki amelge hakikaten de Kırım Tatar tili sadece kağıtta değil de omurda hayatta işte saklanılsın, laf etilsin ve popülerizasyon edilsin. İnkişaf edilsin en birinci. Çünkü men ne için sorayım, biz oturup şimdi uçumuzda bir konsepsiya tüze bilemiz. Yani herkes işte Kırım'ı nasıl saklamak gerek olganını yazabilir. Konsepsiyаны Ukrayna hakimiyeti işlep çıkara. Demek tek bunda kullandırıp olacak bu konsepsiyаны. Demek kanun da kabul edilse, stratejiya da olsa ama işgal etilgen Kırım'da mektepler olsun, başka bir tahsil yurtları olsun bu konsepsiya esasında iş alıp barmayacak. Yani sadece kağıtta olarak kalmasın. İnkişaf etsin ki ben de okudum, çok beğendim. Sizin gibi hakikaten de çok mühim, çok gerekli şeyler yazıldı. Ama kağıtta kalmaması için. Ben de aynı bir cevap gerçekten bu plan ve teşkirmege. Bizim rolümüz nasıl? İsteklerimizi ayttık da tek nezaret edip, yardım edip çalışması için. Anlamak gerek. Stratejiya kabul edilse, bu pek mühim bir devlet vesiha. Puan da kabul edilse, bunda iş bitmiyor. Bu en mühim. Ve onu her vakit teşkirmege gerek. Ve bunu planıga da gerek kırsetmege. Misal için her sene devletke bir hesap vermege gerek. Ne yaptı, ne yapmadı ve neni belki de gerek değiştirmege bu stratejiyada. Çünkü böyle o çalıştı. Benim bilgime göre bu akıllar meselede devlet stratejiyada. O 2015'te kabul edildi. Ben bilsem bütün stratejiyadan 30%, 40% mı yaptılar yok mu? Ama hepsi bu da bir yaxşı. Çünkü sende bir puan var, sen bilesin kayda gitmeye gerek. Ve nasıl senin yolun. Menimce gerçekten şimdi alımız böyle bu konsepsiyadan hiç olmanın bir 30% yapılsa bu da bizge pek yaxşı bir tilimizni saklamak için büyük bir fayda olacak ve imkan. Umut etemiz ki hakikaten bu konsepsiya etrafında şimdi biz görgenimizge göre çok faaliyet alıp barala ve böyle yönelişte devam eterdi. Hocalar koşula, Kırım'dan koşula, insanlar faaller koşula, Milli Meclis bu yönelişinde çok faaliyet alıp bara ve biz umut etemiz ki böyle de devam eter. Buna stratejik meseleler hakkında laf edecek olsak, hakikaten de stratejiya çok mühim ve şimdi Kırım işgal altında bulunganı vakit Ukrayna kıtasında da mütehassıslarının yetiştirilmesi böyle stratejik bir hareketlerden biri dep aytmaga mümkün. Kim bu mütehassıslar? Olar bizim anlaganyzga göre işte gençlerden çıkadı, değil mi? Sizin fikrinizce şimdi mında Xitayda bulungan Kırım Tatar gençleri yani bu yönelişte ne kadar faaller mi sizin fikrinizce? Ne kadar mında Kırım Tatar gençleri birlik ve böyle stratejik bilgilerinin, stratejik gayelerinin, fikirlerinin öge keteler mi? Zanımca keteler, 100% keteler. Nasıl tezliği tez mi ketemiz ya da yok ya da ama men eminim ki yerinde durmayız. Ve teşebbüsler var. Belki kimdir beğenmez, kimdir beğense ama bu teşkilatlar da var. Biz bilemiz QHAP misal için. Onun için yerinde durmayız. Ama men emin değilim bet biz pek tez yürgen ketkenini öyle. Neden bu şubeler var? Çünkü bizde belki de öyle bir sistematik tarafta, sistematik seviyede bu süreçler, bu prosesler kurulmadı da. Biz tek birinci adımlarını yapamız. Evet, endi vakti geçti ama işte yaxşı sual sebeplerini hakkında. Men bilsem
Мен көмірде өзімді de genç gibi saymayayım ama gençlerimizde Siz gençler sırasında. Yaxşı. Ama menimce bilesiniz. Biz Arsen Jumadil'in de gençler sırasında koşamız. Öyle olsa yaxşı. Biz sistematik tarafta bir teşebbüslerini yapmağa bizde de bir ya da resurs ya da tecrübe yetişmeyi. Men aytmayım yoktur ama yetişmeyi. Öyle. Ama o da kişisel. Çünkü men görüyorum en mühim bar, adımlar var. Ve o var yapılan. İşte. Biz umut etemiz de Kırım yakında işgalden azat edilecekti ve Kırım'a kaytsa, Kırım Tatar muhtariyeti olsa bizim mütehassıslarımız yeterli mi anda çalışacak? Şimdiden hazırlıklar var mı? Görüyorsunuz mu? Görüyorum. Her vakit görüyorum. Men bilesem bu en sonu sual biz için olmak gerek. Devletçiliğini yanından kursak, bizge mütehassıslar yetiştirecek mi ya da yok? Çünkü birinciden bizde var mütehassıslar, men bilesem. Bazılarını bilesiniz bir tecrübesi az da olsa bu mesele değil. Çünkü mümkün etmeye misal için var pek çok zayıf devletler. Kayda mütehassıslar pek güçlü değil. Ukrayna'yı alsak. Ukrayna'da yaxşı bir ne, belki bir taraftan Moldova'nı da alsak, belki Latinska Amerika'da pek çok devletler var, kaysalarda bir kavi, yaxşı bir siyasetini alıp barmaylar. Ama onlara kimse aytmaz, sizde hakkınız yok. Siz öyle bir zayıf olsanız sizde hakkınız yok. Onu gerek ayrıştırma. En birinci esas biz için. Bunu hakkında aslında düşünmemeye gerek. Mütehassıslarını hazırlamak gerek. Bu en mühim. Ama düşünmeye galiba bizde bu resurs yok, galiba bizde tecrübe yok. Menimce gerek mi? Bu nasıl Ukraynalılar aytar da menşevartist. Bunu gerek mi? Mütehassıslar da bir bilesiniz sferalarda zayıf olsa onların mümkün her vakit bu daha da yüksek bir seviyeye getirmeye, tecrübeni yüksektirmeye ve en mühim düşünmemeye bizde akımız yoktur ya da akımız olsa da biz ne yapacağımız? Yapacağımız pek çok devletler var, kaysalarda pek çok problemler var da bir şey var. Hatalar yapar. Sizde her vakit hatalarga hakkınız var. Ve siz hata yapsanız bu bir vakit hatanı da yapsanız kimsede hakkı yok aytmağa sizde buna yok. Biz sizden bu devletçiliğini alırız. Çekip alayıq. Менде aslında biz millet olarak bizde böyle bir kompleks neполноценности деген bir şey yoktur. Çünkü biz evvel o kadar devletimiz büyük var edi. Ve biz her vakit özlerimizden aklarımızda güçnen, kuvvetnen çıkartıp alaydık. Ve menimce bu yönelişte de biz sonuna kadar devam edip, sonuna kadar eminlikle yürüp özümüzün maksatlarımızga erişermiz dep düşünüyorum. Çok sağ olun Süleyman Bey, studiyamızga kelgeniz için. Çok memnun olduk sizle bu studiyada konuşup laf etkenimiz için. Eyliklerde konuşlarımız inşallah. İnşallah hukukçu Süleyman Mamut bizim studiyamızdaydı. Çok sağ olunuz böyle bir terin manalı müzakere için. Bekir Ağa Mamut ve Hatice Hanım Mamut'a da selamlarını bu studiyadan yollayımız. Ayrıca çok sağ olunuz saygılı arkadaşlar. Biz bu studiyanı ve bu studiyada alıp bargan meraklı subetimizden yekunlemek mecburiyetindemiz. ATR телеканалы ile olunuz. Görüşkence.
мовить АТР, Крим залишається українським. Публіцист Андрій Піантковський підтримав наш телеканал під час марафону «Сейв АТР». Голос Криму має бути в ефірі. Він впевнений, що за рішенням Мінреінтеграції припинити пряму фінансову підтримку АТР стоїть Кремль та його агенти в українській владі. Еще несколько дней казалось, что президент Зеленский окончательно перешел на сторону добра и на правильную сторону истории. Закрытие 3 геббельских каналов, воюющих против фашизма стране, это первый серьезный контрудар в гибридной войне, которая продолжается уже 7 лет. И наряду с этим вдруг попытка закрыть крымский татарский канал, который, кроме информационной составляющей, носит громадную символическую политическую ценность. Пока ваш канал работает, Крым остается украинским. Вот почему-то именно это и вызывает, наверное, ненависть Кремля. З держбюджету цього року Мінфін виділив Мінреінтеграції 348 мільйонів гривень на програму забезпечення інформаційного суверенітету України, розвиток мов корінних народів, що проживають на тимчасово окупованій території АРК. З них 50 мільйонів мав отримати телеканал АТР за кодом 2610, тобто як субсидію. Але міністр Олексій Резніков змінив призначення грошей на послуги, а телеканал, мовляв, має взяти участь у конкурсі. Але навіть умови цього конкурсу досі невідомі. Такі дії Міністерства реінтеграції залишили АТР без фінансування і загрожують подальшому існуванню першого кримсько-татарського телеканалу, який був змушений виїхати з Криму через окупацію. Вибіркова амнезія. У Південному окружному військовому суді російського Ростова-на-Дону завершили допит так званого таємного свідка. У так званій справі про тероризм 3-ї Бахчисарайської групи. Адвокати розпитували його про обставини, за яких він буцімто познайомився з бранцями. Але традиційно для сфабрикованих окупантами справ так званий свідок нічого пригадати не зміг. Суперечності визнали прокурори та клопотали про оголошення свідчень, які отримали на попередньому слідстві. Окупаційні судді охоче підтримали обвинувачення та оголосили перерву до 10 березня. Практически 98% ответов на заданные вопросы со стороны защиты самих подсудимых, ответ был один – «не помню», что, естественно, вызвало определенную реакцию со стороны защиты, поскольку человек, который является свидетелем обвинения, не помнит ни тех обстоятельств, при которых он был, познакомился с нашими подзащитными, ни тех обстоятельств, при которых он там встречался с ними где-то там, то ли это в Джами, в какой Джами встречался. 11 березня 2020 року в Бахчисараї відбулися обшуки в будинках кримських татар, в результаті чого були затримані брати Сейтумер та Осман Сейтумєрови, Амін Сулейманов та Рустем Сейтмеметов. Їх безпідставно звинуватили в організації терористичної організації і участь в Хізбут Тахрір, забороненої в Росії. Ще один фігурант за цією справою, ведучий телеканалу АТР Сейтумер Сейтумєров, залишив Крим у 2017 році. Російський суд розглядає його сфабриковану справу заочно. Адміністративну справу проти Ірфана Бекірова припинено. Окупаційний Білогірський райсуд Криму вирішив більше не розбиратися з громадянським журналістом, бо сплили терміни давності в розслідуванні. Ірфана Бекірова затримали 3 листопада минулого року на мітингу біля стін окупаційного Кримського військового гарнізонного суду. Там він серед інших кримсько-татарських активістів протестував проти незаконного вироку бранцям з красногвардійської групи. Самому ж Ірфану Бекірову закидали невиконання вимог силовиків в надзвичайній ситуації, пов'язаної з карантинними обмеженнями, викликаними епідемією COVID-19. Правозахисники називають такі справи переслідуваннями за незгоду з окупацією, а громадянський журналіст наголосив, що й далі підтримуватиме політичних в'язнів. Сторона защиты считает, что это является непосредственно давлением на активную прослойку людей, давлением на людей, которые всегда готовы прийти на помощь к нуждающимся и проявляют активную позицию в отношении несправедливости, которая творится сегодняшний день в Крыму. В тот день, когда меня задержали, 3 ноября 2020 года, я пришел также поддержать своих братьев, своих близких. И я не намереваюсь остановиться на этом, я намереваюсь дальше ходить и поддерживать своих близких, своих братьев, своих соотечественников в их трудный час.
Жодної води окупантам. Україна укріпить дамбу, яка не пускає Дніпровську воду в окупацію, кажуть в представництві президента в Криму. Йдеться про греблю на Північно-Кримському каналі, яку звели на Херсонщині в 2017 році. Нова стаціонарна конструкція потребує доопрацювання, зазначають у відомстві. Гребля унеможливила потрапляння води до окупованого Криму Північно-Кримським каналом і до того ж збільшила сільськогосподарські площі на Херсонщині. Позиція представництва і управління каналу однозначна. Ніякої води в Крим до деокупації. Є певні питання, які стосуються потреб укріплення споруд, що не допускають Дніпровську воду до тимчасово окупованого Криму, а також меліорації південних районів Херсонщини. Реакція окупантів на зміцнення дамби Північно-Кримського каналу не змусила себе чекати. Окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що півострів отримує стійке водопостачання без участі України. Однак забезпечення загарбаною територією водою виявилось досить дорогим заходом для окупантів. З російського бюджету вже виділили мільярди рублів на буріння свердловин та перекидання води до спорожнілих водосховищ. Зокрема, Російська Федерація до 2024 року виділить ще 48 мільярдів рублів на опріснення морської води. Хоча для цього необхідні західні технології, які Росія не може утримувати через санкції, а у самій РФ недостатньо досвіду у цій галузі. Тим часом мешканці багатьох міст окупованого Криму отримують воду за графіком, а у кранах вона тече брудна. Нагадаємо, що Росія як держава-окупант згідно міжнародного гуманітарного права відповідає за все, що відбувається на тимчасово окупованій території Криму, в тому числі і за забезпечення людей питною водою. Альберт Кангієв, який з 2019 року обіймав посаду голови окупаційного комітету Криму у справах міжнаціональних відносин, пішов у відставку. До окупації Криму Альберт Кангієв обіймав посаду мера Білогірська. У березні 2014 року був одним з тих, хто не визнав так званого референдуму. Але у 2019 році очолив виборчий штаб партії «Єдиної Росії» у Білогірську на незаконних російських виборах депутатів так званого Кримського парламенту і місцевих рад. Саме Кангієва окупаційна влада півострова відправила на переговори до ветеранів Кримсько-татарського національного руху влітку 2020 року, коли вони вимагали зустрічі із Аксьоновим після чергових затримань кримських татар. Окупаційний очільник Криму Сергій Аксьонов вже повідомив, що Кангієв продовжить роботу в окупаційних органах влади, а його місце займе нинішній так званий заступник голови адміністрації Первомайського району Айдер Тіпа. У Криму за останню добу зафіксували 204 випадки COVID-19. 11 людей померли внаслідок хвороби. Принаймні такі дані надає окупаційна влада Криму. Окупаційний голова Комітету по народній дипломатії і міжнаціональних відносин так званої Держради Криму Юрій Гемпель заявив, що в березні до окупованого Криму начебто приїде перша група іноземців, які нібито хочуть отримати щеплення російським фальсифікатом «Спутнік-Ві». Як відомо, так званою вакциною від коронавірусу у Криму почали прививати з 18 січня. За даними окупантів, майже 30 тисяч людей вже зробили щеплення неперевіреною вакциною. Стримування Росії та Китаю в основі нової концепції НАТО. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Стрімке озброєння Китаю він назвав небезпечним для світу, а стратегічне партнерство з Росією, закладене в концепції 2010 року, неможливе. Після зухвалої окупації українського Криму та частини Донбасу про співпрацю не йдеться, каже Столтенберг. А доктрину треба оновити, ґрунтуючись на цінностях західного світу. Це мають підтвердити союзники на саміті в Брюсселі цього року. Ми повинні більше використовувати НАТО як платформу для консультацій і координації в більшій кількості питань. Водночас нам необхідно розширювати політичне та практичне співробітництво і діалог з нашими однодумцями, демократичними державами по всьому світу, щоб захистити заснований на міжнародному праві порядок, який підривається країнами, які не поділяють наші цінності, такими як Росія і Китай.
Мирна хода, яка вилилася в криваву бійню. 7 років тому тисячі активістів Євромайдану колоною пішли до стін Верховної Ради вимагати скорочення диктаторських повноважень тодішнього президента Віктора Януковича. Але протестувальникам не дали й наблизитися до будівлі парламенту. Беркут та тітушки перекривали дороги урядового кварталу. Міліціянти відкривали вогонь з помпових рушниць та закидували людей гранатами. Щоб евакуювати поранених, було укладено перемир'я. Але Беркут і найманці вишукували протестувальників у провулках і нападали. Не забарилися з реакцією і тодішня влада. В Києві ввели режим антитерористичної операції. Вперше в історії заблокували метро, знеструмили середмістя та перекрили всі дороги. Все для того, щоб Майдан не отримав підкріплення. Тоді ж силовики пішли в наступ, намагаючись відтіснити протестувальників. Вони ж і підпалили будинок профспілок, щоб викорити звідти людей. Вмотивовані на вбивство силовики та тітушки в незліченій кількості атакують. На людей суне бронетехніка з відкритими кулеметами. У відповідь летять коктейлі Молотова та все, що трапиться під руку. Тоді, 18 лютого, загинуло 80 людей. Ще більше 600 були поранені. Шоковані спротивом приречених на смерть протестувальників, силовики почали відступати. А в наступні дні вже били снайпери. З 4 листопада була велелюдна така маніфестація, я ніколи такого не бачив, біля пам'ятника, від пам'ятника Тараса Шевченка, від університету, вниз сюди по бульвару Шевченка, до Бесарабки сюди і по Хрещатику. І от тоді мій перший вихід на Майдан. Це було на Європейській площі, було